Ассаламу алейкум ва баракату, мой бюстикель. Всем доброй ночи. Что время ночи. Наш канал смотрит большинство без подписки. Прошу подписаться и ставить лайки. Баркалдерецкую. Как говорится. Бля, подключился за YouTube у нас. Верните, как говорится, подключаться к нам.
Обещали. والله قوج بوصل مواد شيخ منصور سيد قيدين غير شويق даже إلات سوالو غاسقش سألت сунах и нахчеваться. Мелхостинец, ничего удивительного нету. Так, собрал. طبعا انستغرام تاعو تليجرام تاع بوشان خايتا انستغرام تاعو افيرالي. Так. Так. Трошечки рисковать дед. По-крупному рисковать дед. Так, что же я вам хотел показать? Показать. Так, очень хорошо. Ибраим, в Ютубе ты настроил канал? وعليكم السلام. مساء الخير. تعيس قوسيش ссылку эфир YouTube радио Telegram чуама сана. Сейчас мы горячий чай во время хорошего эфира. Так.
Так, ну смотрите, мы вчера разбирали так, освободил. Разбирали вопрос ассаламу алейкум, ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Рассматривали вчера аудиозапись некого Деньга Халитова или Деньга Халитова, не знаю. Но сегодня уже началось новое. Так, и первый сегодня оказался наш брат Адлан. Он дал си дойлсан хоми бусул гнохчи. Иш донахтиятин Адлан дерес хил дал духуахуэл. Дал си дойл. Как и мы вчера, в принципе, рассчитывали, Вроде я вижу, начались разговоры, нормально в с ним, Ютубе. и где сказали ему в мягкой форме, я так понимаю, поговорили с ним, где он сказал, что он был неправ Вроде не за столь зависает, слышно эмоциональное нормально. высказывание в адрес чеченцев, что это было поспешно и так далее и тому подобное. Ну, в принципе, как всегда происходит, так и бывает. Сперва наговорят, выскажутся полностью по тому или иному вопросу, выскажут вбросы, сделают все, что возможно, а потом уже начинают говорить, что якобы что поспешили, что были неправы и так далее и тому подобное. Так вот. Но, как говорится, освободилось. Отключиться, да. Во время эфира начинается вот это сразу. Дзинь, 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 дзинь. Одно и то же. Так. И давайте сейчас послушаем то самое видео, которое я вам говорил. Так, Адам, я хочу рассказать тебе вот про Аул Гуниб и последнее сражение Шамиля. Младший сын с Шамилем воевал тут против царских войск. Байсунгур Биноевский. Он был без одной руки, без одной ноги и ослепший на один глаз. Да, и вроде бы говорил, когда мы сюда ехали, что одна из зон Байсунгура. Да, одна из зон Байсунгура была вот сзади Гуниба, на склоне, на северном склоне Гуниба, есть село Хоточ. Оттуда была у нее жена, она со своими сестрами раненого Байсунгура вынесла Хоточ и выходила его. Еще война была не закончена. Очень раненый без Байсунгур. И еще один наиб Шамиля, я сейчас его имя не помню, с большим семейством. Шамиль его вернул тоже в Чечню, сказал со своими детьми, со своим семейством. Он был отец многодетной семьи. Да. Возвращайся, все, не надо там детьми рисковать и так далее. Вот с этим семьей и раненым Байсунгура тоже вернули в Чечню. У нас тут тоже есть семья Байсунгуровой. Да. От этой ветви его тут есть поселение Хоточ, Байсунгуровой фамилия. А почему никто о них не пишет? Что есть? Ну, официальные историки эту тему вообще не развивают. Так, там битва на Гунибе и так далее, что тут происходило. Кто-то говорит, это пленение, кто-то говорит, это перемирие. Кто-то говорит, что это обманом было. Ну,
Видать, будут там еще какие-то люди, которые будут... Откуда появилась фамилия Байсангур? Фамилия Байсангур, вот есть кусочек селения Байсангуровой фамилия. Это то, что вот она, вот эта женщина, воспитала детей. Да, воспитала детей и пошла фамилия Байсангурова. Был такой Идрис Байсангуров, тоже вот Идрис, это был Наиб Шамиля, Да. Кингалацкий. Вот. В честь него Байсангур назвал своего сына Идриса и так далее. Пошло это. Его сын здесь остался, и его фамилия здесь осталась по мужской линии. Это вот в народном поверье утвердительно это об этом говорят. Сами гунибцы об этом говорят. Знают, да, Гунибский район это об этом знает. Так что Все хорошо. Чечня и Дагестан, Гуниб, в частности, очень сильно были связаны между собой родственными узами и так далее. Так, Адам, я хочу рассказать тебе вот про аул Гуниб и последнее сражение Шамиля. Значит, Все чаще слышны призывы о восстановлении Ауховского района как со стороны, так и со стороны дагестанцев, манкуртов. Если это и случится, то приведет к следующим последствиям. 1. Отсоединение Ауховского района от Дагестана и присоединение района к Чечне. 2. Репрессии по отношению к дагестанским народам, проживающим на территории бывшего Ауховского района. Ясное дело, что это противоречит национальным интересам Дагестана. Поэтому дагестанцы должны пресекать притязания на эти земли и попытки восстановить Ауховский район. Если это и случится, то приведет к следующим последствиям. 1. Отсоединение Ауховского района от Дагестана и присоединение. Вот такого формата ролики, которые я вам во время телеграм нашего эфира, вы спрашивали, задавали вопрос. Когда я покажу, когда мы предоставим. Как раз таки тот самый, так называемый Деньга Халитов, который утверждал, что Байсангура, Фатима Тахнаева сказала, что Байсангур Биноев, имам Шамиль сказал Байсангуру пойти на Гуниб, и что он не пошел. Этот вопрос, там остальные выдуманные вопросы, конечно же, которые непосредственно мы с вами обсуждали. И сегодня вы наглядно увидели, как простые люди говорят, что было и как было. Был ли он на Гунибе или не был он на Гунибе, это стало ясно. Это аудиозапись, которая вирусом разошлась, и многие люди начали говорить, рассказывать. Сегодня уже начали некоторые блогеры, я думаю, мне прислали уже несколько сообщений, которые есть, более мягкие. Я поспешил, я был неправ. И вот эти слов, конечно же, для некоторых людей бывает достаточно. Мы должны прекрасно понимать, что вот эти завуалированные красивые слова, которые порой несут некоторые фитначи, накладывая потом в дальнейшем свои мысли, свои высказывания о нашем народе, они делают. И люди, которые непосредственно понимают, что это была всего лишь преамбула общему мнению, что это, каковы идут в дальнейшем. Ну, допустим, смотрите, давайте я вам зачитаю один документ, да, сейчас. Так. Открытый саботаж называется. Открытый саботаж по переселению, вот факты налицо. Относительно Ауховского района. Авары, я цитирую дословно, авары должны всеми силами саботировать создание Ауховского района. Во-первых, это исконно аварская земля Салатавского вольного общества
Нахбакал, если я правильно зачитываю. А эти ауховцы, Гаухал, как авары их зовут, это беженцы, это бежавшие от своих же кровавых междоусобиц чеченских тухумов, тейпов в Салатавию и попросившие аварских ханов разрешить им поселиться тут, так как им грозило истребление в междоусобицах. Во-вторых, и сама Ичкерия, Чечня, до истока реки Аргун, это тоже исконно аварская земля. Чечня как государственное образование не существовало никогда. Дагестан существовал как государственное образование. Ну да ладно, давайте зачитаем их памфлеты. Никогда. Только осенью 1857 года во время Кавказской войны Российская империя отрезала эти земли от Аваристана и Мамата, Шамиля и включила в состав Терского казачьего округа. Насколько нужно быть дебилом, чтобы такое говорить. Ну да ладно, продолжим дальше. То есть я вам зачитываю их мнение, ничем не отличается от тех, что вы как раз слышали от него. И в составе Терского казачьего округа точно так же от Аваристана отрезали восточную Алазан и поделили между Тифлисским и Елисаветпольским губерниями. Только после 1917 года появилось какое-то подобие юридического образования чеченской автономии, которое впоследствии объединили с Ингушским АО в ЧССР. В рамках Российской Федерации нам, аварам, вряд ли удастся вернуть себе Ичкерию, даже если создадим Аварскую республику. Ну, спасибо, услужили. Поэтому мы, авары, уже сейчас должны предпринять все возможное и саботировать создание Ауховского района, а также сделать все, что можем для выделения, для выдавливания из салатавской земли этих гаух, то есть ауховцев, в Чеченскую республику, так как Чеченская республика выдавила аварское население из Шилковского района. Кадыров и Ахмат не сила, Кадыров силен Путиным, но Путин не вечен. Ничего вам не напоминает? Очень уж вот эта песня, что с востока, что с запада, поет одинаково. А нам, аварам, надо быть готовым к схватке с бандой Кадырова, который в случае ослабления Федцентра вполне может начать выставлять себя как собиратель и объединитель чеченских земель, чтобы спасти свою шкуру после Путина. Желающих расправиться с ним в Чечне и в Федцентре достаточно. По скриптам. Нам, аварам, не следует выступать также за лакцев и сохранение Новолакского района. Нам это ни к чему. Лакцы всегда были прихлебателями. Пусть тоже убираются из салатавской земли. Мы, авары, больше не должны таскать из огня каштаны для чужих народностей и племен. Мы должны без шума готовиться к падению Третьего Рима, чтобы составить, а затем собрать свои исконно аварские земли от восточного Алазана до Кумы и от Каспийского моря до истоков Аргуна. Но это здесь вы можете это найти на телеграм-канале. Аварал, мы авары, а вы аварс. Дагестанские власти снова признали провал программы по переселению лакцев. Можно бесконечно долго наблюдать, как горит огонь, течет вода. Власти Дагестана пытаются восстановить Ауховский район, Ауховские и Новолакские районы. То есть одно с другим связано, не связано, печатается, публикуется. Кто-то опубликовал. Возможно, конечно же, скажут, что это тоже не является, что есть определенные люди. И после всего этого, когда мы адекватно реагируем на такие вопросы, то есть, конечно же, это разжигание межнациональной розни, такая ерунда, которую там до реки Кумы, от реки Алазани. Вот это конкретно и есть призывы и разжигание межнациональной розни. Вот такого формата.
Вот чего нельзя ни в коем случае распространять и заниматься в социальных сетях, которые может привести к конкретно нагнетанию обстановки. Вот. Само собой, насколько отличается. Здесь человек не на аудиозаписи, а в формате текста закинул это. Возможно, это провокация, возможно, это недостоверно. Однако текст есть, и он в свободном доступе в интернете, и вы видели это. Вы слышали и видите это. Вот точно так же это опубликовано даже чуть ранее, месяца 2-3 тому назад. То есть вот такого формата вбросы есть. И потом возникает вопрос, почему мы видим вот такого характера проблему. Assalamu alaikum. Allah mer salam arkaldu. Ara video Urdu'ya haydi. Yok şu seheş devam var. Ama ve takke bir çıkardı. Takka çok yarık sobo. Ya çok esdi hayu har yarık sobo yurtu. İşte şunu hamek açmetta نقبو زنقر درغل تنطر وعبوش خسرت نقبو اشتو عبوشة إذن قضي ها كش نشلو بويسر بينر بويسر دعوة كش نشلو إزديها تاكا هوتوغي تولدوش درغا يارق سوخي دو أتيارق سوخي سيها دو ويدين أكا أرتكنت بيشو هرا استيولي بوه عيد بوه قاقوف شدعتا بولي چدي وين دهلا دلع وين نخا صوبيرش بوه قدال مقلعدي هرمت كغاني تريول شيات أنت إذا إنسان عيدل ده تعرف يو بيرزين أخي ده دلع سنين مشي ده الملاحظة ده وقتاً كانت استيولش كره شيء داخل متى بيقول سمعيا كانوا كارت عصام كده أغيره اشترى تو بيود عمدري هر جوش بيلوش عمدر بوش عمدري فكان بوك بوتس بحثن هن سدع واحد جنبوها قاعد عمدري تاع شو صحيح هو دور بيري هر بوك بش أشتو باش أنا جوش تاسمو ده كان عمدري أشتو ده كان جوش لو مستعينو بيش عايز وقت عمدري خاص كتشي إنه هنزي بوك بوك هو تعبوا بيش عمبو هو قاعدهم خاص هو يحسبوا بوش نعملي مش عندك نخو كده عمدري خاص يتبع أوفيكم هرسوت بيش كانوا قاعد عمدري هنزي دوغن ياي بوك شوف عشان مستعد وقتها شيء نقبل هذا من غلب شيء مش فربز يقول ده دريو لا بوه الدور حتى أوف ويوغن ده هرس مش شو هاي استثناء عندري انت يشكي يشو هرس مش وش كوتر وي نفسي بيقسم شوشن أتفندين يسندي كوتر عرب يحسب بيقسم إندي يوخن دقيق شو يرتاح وسير شو هرشين يسر يوتش فاش دقوق دينا دات سوق داندري هون جاشين يتريال دق ديلن خلاص يسر ياتسال داندري إيش ده نخوان نرد سلام مارشو شوك مسر دي داندري تأكل أو بها ها تكانفو ريستوران يرسبوك باص لشو إدان باوي نسو يوك البير ديستي عم يشتسو يدوك بقى ده بيج أخيات خدمة كري إستعدار مؤمن دي أخي أتو بيج هو دايما خيول فقن سول يور تامتس أخا هر وي بوخبو وي متشاع الليلة أمريكا خل ليلة أوروبا خل ليلة وي بوخ دي أو خل بيز أخي ديك الليلة ديك نسليلة دوا غوك قل ده لقى سوي بوها بوخ البداية مخ البداية مؤمن داري ده ديك نقول مثلا Assalamu alaikum. Allah mer salam arkaldu. Ara video Urdu'ya haydi. Yok şu seheş devam var. Ama ve takke bir çıkardı. Takka çok yarık sobo. Ya çok esdi hayu har yarık sobo yurtu. İşte şunu hamek açmetta نقبو زنقر در Так, из-за садацея. Так, что тут за запись моя? Здесь не людям, тем более... Доцеяти. Да, доцеяти. Так, освободил.
Пиццавый. Так, сейчас мы еще один. Ассаламу алейкум. Всем мира и добра. Уважаемые соотечественники, уважаемые дагестанцы, уважаемое правительство. Сегодня мы хотели бы дать некоторые пояснения по поводу несостоявшейся встречи 14 августа с муфтием Республики Дагестан и представителями джамаата всех поселений, где преимущественно проживают жители чеченской национальности, с участием членов общественного совета чеченцев Дагестана, представителей Совета старейшин и молодежного комитета. Изначально скажу, еще в марте сего года общественный совет посетил главу Казбековского района, муфти Республики Дагестан, муфтият Республики Дагестан, последующее Министерство по национальной политике, Департамент межнациональных отношений по СФО и другие государственные органы власти. Это было продиктовано тем, что поступали многочисленные обращения жителей селения Леонаул Казбековского района. Суть обращения жителей селения Леонаул состоялась в том, что последние земельные площади, где десятилетиями растили хлеб и получали высокие урожаи, администрация селения Леонаул подготовила на раздачу под ИЖС, то есть индивидуальное жилищное строительство. Помимо нерациональности раздачи этих земель под строительство новых поселений, это решение уходило и на политическую плоскость. В том плане, что оно окончательно решало перспективу восстановления Ауговского района. На протяжении более 33 лет, с момента принятия федерального закона о реабилитации репрессированных народов, постановление Третьего съезда народных депутатов, где недвусмысленно подчеркнуто, что необходимо восстановить Ауговский район в границах февраля 1944 года. И, как мы все знаем, в этом направлении на территории Казбековского района не предпринят ни один шаг. Более того, все действия сельских и районных администраций может быть несознательно, возможно и преднамеренно направлены на лечение возможности территориальной реабилитации чеченцев, выходцев из сел Леонаул, Акташау, Каринаул, Муртау и Бурсун, ныне Казбековского района. Возникает вопрос, как быть с исполнением федерального закона о реабилитации репрессированных народов и решения Третьего съезда народных депутатов ДАСС. Поэтому, учитывая наши добрососедские отношения и роковые традиции наших предков, нормы общечеловеческого поведения, требования ислама в взаимоотношениях братьев-мусульман и, наконец, ранее принятые нормативные акты Республики Дагестан и Российской Федерации, мы попытались получить ответы на эти вопросы во многих инстанциях республики. Трехкратное посещение муфтията с целью получить пояснения от духовного руководителя мусульман нашей республики и увенчалось успехом. Но когда нам стало известно о признании муфти Республики Дагестан Ахмад Хаджи Абдуллаева лидером аварского населения, а именно для жителей Казбековского района, мы решили 14 числа посетить муфтият Шебитас Ахмад Хаджи Абдуллаев, совершить обеденный намаз в центральной мечети и вернуться домой, получив хоть какое-то разъяснение. Поэтому убедительно просим всех реализовать эту инициативу каким-то митингом, шествием, демонстрацией или иным массовым мероприятием. Как мы выше отметили, мы 3 раза посещали духовное управление. И на этот раз оно ничем не отличалось, разве что может быть численностью. Справедливости ради надо отметить,
что со стороны некоторых представителей джамаатов, по своему незнанию, может быть, были допущены неточности в форме оповещения. Но поверьте, задача была посетить муфтият исключительно в мирных целях. И после того, как нам стало известно, что мирные инициативы джамаатов с подачи нечистоплотных представителей различных сторон были восприняты органами власти и работниками муфтията в совершенно ином свете, мы поздней ночью время обратились к нашим соотечественникам, и мероприятие было отменено. Мы еще раз со всей ответственностью заявляем нашим землякам, органам власти и работникам муфтията, что посещение муфтията, как и ранее, носил исключительно мирный характер и для получения некоторых пояснений. А именно, мы хотели, чтобы муфтий республики назвал, что может быть между мусульманами в случае неправильных взаимоотношений. Позже нами были проведены переговоры с Министерством национальной политики по поводу встречи муфтием Дагестана и органами государственной власти с целью взаимного обмена мнением по всем возникающим вопросам. Если даже не брать во внимание вопросы территориальной реабилитации чеченцев этих сел, земельные отношения в этих поселениях давно перешли на плоскость административной и уголовной ответственности, о чем доказательно представлены материалы правоохранительных органов представителями как чеченской, так и аварской стороны. Справедливость должна восторжествовать во всех отношениях, и в отношении всех граждан нашей республики. И другого просто не дано. Нам жить вместе, но если будут такие противоречия, и они будут накапливаться, мы можем только прийти к противостоянию. Это нужно исключить. Ради этого были совершены все эти действия. Мирные действия, еще раз подчеркиваю, для того, чтобы правильно поняли все жители Дагестана, мы хотим пояснить, что посещение муфтия нашей республики было с целью, чтобы он определил, где нельзя совершать грех в отношении своего братьев-мусульман, где нельзя посягать на имущество чужое, где нельзя пользоваться теми благами, которые принадлежат другому человеку, своему брату-мусульманину. Мы хотели именно, чтобы было дано пояснение той стороне, которая на сегодняшний день пользуется именно этим. Всем мира, добра и благословения от Всевышнего. Салам алейкум. Всем мира и добра. Почему я показываю по очередности вот эти моменты? Те проблемы, с которыми сталкиваются жители Ауховского района, и препоны, которые ставятся для них, фактически совпадают с высказыванием вот этих маргинальных удодов, которые сегодня как раз-таки стравливают между собой народы и общество Дагестана, как раз-таки. Вот именно они. Почему совпадает мнение их и тех людей, кто занимается этим подстрекательством? Конечно же, у нормальных людей возникает вопрос. Когда показываешь элементарный материал, говорят, не, это больные люди, это все неправда. Хорошо, оставляешь, проходит время, натыкаешься вот, на такую проблему касаемо вопроса даже элементарного посещения чеченским обществом муфтия Республики Дагестан. Много вопросов, много непонятного и много проблем и нагнетаний по этому вопросу. Опять же, я не думаю и не уверен в том, что конкретно какие-то противоправные действия ведут в данной ситуации представители Ауховского района. Почему? Потому что они просят лишь восстановления Ауховского района и принятый и выполнить закон о реабилитации, который был принят еще 30 лет тому назад. Здесь ничего плохого в этом нет. Еще раз повторюсь, федеральный центр выделил огромные средства для построения нового микрорайона
И чтобы решить данный вопрос, нужно просто-напросто переехать и оставить дома тем же чеченцам, кому они принадлежали, которые имеют и документы, и знают все об этом. Больше никаких проблем нет, как таковой. Однако мы видим препятствия, однако мы видим проблемы, возникающие, и вот эти статьи, высказывания, и высказывания, аудио высказывания, и различные закрытыми пабликами и блогеров, ну тогда, конечно, возникает данный вопрос. Почему все, что вы делаете, это как цепочка одного звена, идет как по написанному сценарию четкому, а выступление чеченцев, это обязательно нужно сравнивать его с чем-то другим. Что касается выдворения или очищения Шелковского района или другого, никто никого ниоткуда не угонял. Если не устраивает правила любой национальности, без разницы, жить на территории, там, допустим, Чечни, тогда вы сами принимаете решение уезжать, если не устраивает данная ситуация. Но здесь нету закона о реабилитации, отсюда не были высланы, допустим, какие-либо народы. Да и на Шилковском и на Урском районе никогда не жили сюли, имеется в виду до определенного периода. Что касается вот этих сказок о том, что передали там во время имамата Шамиляну, не принадлежал он никогда. Имам Шамиль, когда был ранен, ушел, сбежал из-под огня, раненый, ушел в Чечню, написано, и пишут об этом историки. Там не написано, что имам Шамиль со своими сторонниками ушел на другую территорию имамата или на другую территорию Аваристана и так далее и тому подобное. Еще раз повторюсь, у вас 2000-я история. Деньга Халитов говорит, что у вас 2000 лет вашей истории, и она написана. У меня один вопрос. Покажите один документ, где вы говорите, что пришли представители ауховских тейпов, пришли к вам просить у ваших нуцелханов разрешения, что они сбежали от своих тейпов, чтобы поселиться там. Покажите хоть один документ, подписанный ауховскими старейшинами или жителями. До того, как основали. Вы, как государство, вы же всегда были государством, существованием великолепно, там, государственный строй, у вас должно же быть хоть какое-то доказательство. Где документальное доказательство того, что пришли, у вас попросили разрешения и поселились там, что будут платить вам дань и так далее и тому подобное. Где эти доказательства? Где эти бумаги? Я говорю это и непосредственно я говорю это и тем, кто там среди кумыков, которые говорят, что мы... Так, имам Шамиль Аллаха возвинтагу кул дюньянах вейшу 100 великих людей в исламе юкау и зову шейх Мансуру Аллах лич дар али ойл так. Биновский, ты вообще сейчас говоришь не о том. Здесь совсем о другом речь идет. Дайвсак и имам Шамиль хал ойбчулла айнохчи коман яхил кон хай халайб хара. Имам Шамиль халайб дуккан ахбар. Айнохчи кам дия поддерживать. Айнохчи кон хай бия поддерживать. Имам Шамиль сун возват сарач. Сун хончула дукка дик возирк. 100 великих людей кинчки язина, гмат язина хасун мат хаязина хасун ешаси. Сун возва магарта, шей коман баз возва магарта, имам Шамиль хотя. وين شل شير خا أرقد خون خا مغا إميلو خا سوحودنا خا سوحودنا خا حقشوا دوش أو خدوتا خا حاوي نا إمام شميل وزبنا بوشي يزوا شو إتسع كامير يونت إتعيت كامير ثاني حيوحكو شو والي حديثا هنس خوند باخ إيه حقيق مش دوشتو وعليكم السلام سوي تعوشن سامنو
имаду аз боштек. Валлахи имаду. Шиди хала дейснавай. Саэфиря вахош дейснавай. Also вижри. Вая хала ойб, вай церник вазаву, церник хаставу. Цер язинел кирта, цер де хаста гуатси, хумсау шоста гуатси. Туа вахен хубах. Дерба, шей ученыш элла бахцу. Патимат тахнаос элла бах. Шейх Байсангуриг. Авул шиецани гунибте элир имам Шамилу. Байсангур кирове лацаве элир. И язин дубош. Это что? Да, был Джокола был против Шамиля. И не только Джокола. Многие ногчи были против Шамиля. Особенно те, которые живут в западной части, в горных районах. Сокрие чуат санумнах. Вая танешли наху чуаха Шамилин люш савацкуза. Масла бахаса. Дуак датар. Шиq оман люш бол. Шиq оман сисыз бяш бол нахана. Масла бахаса. Бабана. Тунахана. Осануг ват исануг ват дахич. Вай атхиятар дуйтиш. Вай лини ашат суман. Цанца. يتسينا وي أهتخ يتردو وينا شيلو أجارة إيردو شيلو أجديتسا دويتسردو وينا إحشا إيردو وي قومن إيردو وي قوان خواش إيردو أويا تسالنا بركل إسانويق وات ستو великих имен يبقى يازين да 100 великих имен يبقى يازين ولا واتسع حق أومن ما واتي عدق واق عنوقش ولا حق ما دهت ودويشتك سونغلات يخيل كينوش تسير مقع بولشار يواز بياش بولشار تسير ميانا بيوت عشان نقشي عوسيش شو أشو دا بيوتشوي ويهودا أويبشوي حالا هو قواستيق الحلق أي بنا ويلوش دهتو أما سون بحان سيقو ويأتو الحلق أي بنا وزوين ويت цар бойсхар цахила о цар бойсхар قديك او бойсхаран цех ол цар қиешан цех ол цар ва алейкум ассалам цар нохчиша витавитен цунде даъван карвана ол цар ху адит мекшту цунтем лашу адуqa бешениш бара ол قديك ол цар وين امكشتوق هوند مكشتو عايشون هوند цар ارچه مكشتات عليه ويا إسندش باتس إشوقع باتس وقناع باتس بوش بس بالبيوتر باتر تغن ليش دينах تيت إحينах إيمنا تسنت إحينach تسنت إحينach بوق تغانا أوخ مخكرة إينوش إشابو غازون كيبو داستينا وينوكشي قومن دا وي داقدو أقي أوخوة تيجا عشبول إشيت إينوش شو تسابوش عشبوش تختان هو أرديز وي بركة الآلي ويتسالنا لو تنخينا شو شمل ليازي نو كينش كتاح و يقون أخور شو تسنديح أيو شو ديري سكيل آلي عد عايوة شون دوكومنت داديش شون فيديو داجيش شون هو بيوخنيك ألش شو تغليشتر ألش أرجوني قاتشلس إلات تخدر بوش عشخلش قديك دوشلش أويا تان كارتا كيكروش ها إشتيك نخبو تان دقة ديكون دينا وين بوش عشبو ديكنيش وونيش مسان يقابو نوتشيش يقابو سيولش يقابو وديكنيك وونيك دوش مدات ويتاني هو истории يشتو يول проблемы يشتو شوطان واقعشنا تاح يستوى شي شنت شنو ديتسا دوتشا لورشل وي أتقيتدو هي تقيت سوندر yazıyor genç kişi yazıyor statyaş yazıyor перегдо начиная от верхушки заканчивая простыми людьми называют и оскорбляют нас всем что чем могут и Бог говорит что der onurdu и хасиха разница шума дать хасиха агор шинна агор с обоих сторон когда чем больше на вас у вас я не знаю это какой-то
стокгольмский синдром. По-другому я никак не могу. Вас обвиняют, вас оскорбляют, вас унижают, вас, вашу историю, ваш народ. А вы говорите, не-не-не, они не все, они хорошие. Мы должны... Перед кем вы заигрываете? Вы надеетесь, что вот этими прекрасными якобы словами вам что-то от этого перепадет или изменится мнение у этих людей? Не изменится. За 30 лет не изменилось и не изменится сейчас. При малейшем вопросе, даже маломальском, когда мы ставим на своей территории даже дорожный знак, вы забыли всю эту тему? Или у вас память короткая? Вот сейчас они написали в этой группе, нас выкурили из Шилковского района, мы должны отсюда выдавить, кыдык. Эти высказывания провокационные. Вам говорят, вы вообще слышите? Что нужно сделать, чтобы вы проснулись и поняли? Нохчик ама, бърт бош, сахыл диз. Что для этого еще нужно сделать? Өзін антиахцарлилу шылхыт тренч. И божалш, и бюхалш, и не гуан хатер. Тамелхе, шамел, тик давючул, вой агу дакача. Ша швейцари сан качу, ацер агу. Палат кшячи, хум шлилоши, хыт тренч, питна шлилоши лишбуш. Халду алшду, харкарова халду алшду. Тига ха метти гюня бяшхайна. Цамашана тик алиалла. وعليكم السلام تقال يلا تشوح شيك أنت ولا نقشي يشيك أنت ولا مت تجاه نقشي ش يلا شاشة مجدك ديدر تأكشوا دنس أتولر قديك درج هو لا خايش سؤالش صدقتنا именно عندش صدقتنا إيرتون يتوش سؤالش عندش صدقتنا إيرت واشيت مجدك ديدو كان هنا دينا قديك دينا هر شيء لك دوش او دويتر دات الايمتيا اشيك ان تقال ولا سان يوشل اميمر على بليتا هم صديتين دا خدين ما نوشش دي قاچس دابان اتمتيا ويل متيجت صخر دي قاچس نوشي دوزن دي قاچس دابان سيغا يخ ايش داتس all do that اتسارة شيء بيج أصحابه بوجل شو دي سياحة أستري داز قديك دي شيلو أغليلوش بريش حال أهين تصدويت اتسان ريز باتش ريز بات تسان شادق ميكش أشوه كوش كرخيه ديندو يوي ليشتو يوي ميرشتو реваншизм ешь ашбуешь حال أوخي أي проблем не сельчкайна. Когда возникла проблема в Аухе, и один из не блогеров, а с их стороны зашел ко мне в эфир, когда мы начали говорить, я говорю, ты кто, историк, специалист? Он говорит, нет. Но я помню, как вы, из-за вас нам пришлось покинуть Шилковской район. Это он говорит. Я говорю, кто? Почему из-за нас? Может, кто-то какие-то нарушил законы, и чтобы не выполнить эти законы, ушел оттуда. Это не проблема нашего народа. На нашей территории нужно соблюдать закон, нужно соблюдать чистоту. Хотите – живите. Не хотите – езжайте куда хотите. Россия большая. Вон в Владивосток можно поехать и получить Приморский край, и получить гектар земли, еще деньги. Но не надо лезть к нам, это было наше, это было, когда ваше мы знаем, когда перешли, когда вам отдали эти северную часть, мы тоже это все знаем. Вот в этот момент истории не нужно закидывать и перегибать. Мы не об этом говорим. Но шучок, шутамщина, бусул бежарибу, амма и сюили бат савежари. Аусул, вайбо гуду. Мы сегодня никого против друг друга не настраиваем. Речь идет о другом. Мы говорим о выполнении федерального закона, о реабилитации ауховцев, возвращение их земель, которые им принадлежали всегда. 100 лет, 200 лет, 500 лет, 1000 лет. Это их земли.
ауховцы не залезли на Сюли горы и не сидят там. Или на горы Джайхуай они не сидят. Но однако мы видим непосредственно только это. Цундера, аудио, письменный материал, видеоролики и полное сопротивление и нагнетание обстановки по отношению ауховцев, которые не могут даже, грубо говоря, поехать муфтию Республики Дагестан, чтобы сделать с ним намаз и поговорить, задать правильный вопрос. Провокации, дестабилизация, вот это все поднимание. Вот что вытекает. И после этого нам говорят: закройте глаза, не говорите ничего. Побеждают ауховские, ауховцы побеждают в Олимпиаде, они получаются: о, наша дагестанская школа. Олимпийский чемпион: о, это наши дагестанцы. Боксеры: о, это наши дагестанцы. Борьба: о, это наши дагестанцы. А когда вам говоришь: верните этим ауховцам их земли, дома верните им. Мы вообще будем хорошо жить. Вам построили микрорайон, вам построили, выделили деньги. Федеральный центр выполнил свои условия. Просто переезжайте. Что вы делаете? Уезжает Лакиц, продает дом специально аварцу. Только не позволяйте туда заселиться, обратно очищаться. И вот по этому тексту мы видим, что это целенаправленно идет. По этому тексту или высказыванию того же Деньги или всех остальных провокаторов. Вот что мы говорим. Поэтому у нас и Байсангур Биноевский, у них то есть, то нету, то был он, то он выдуман, Павленко, то он, оказывается, сказал, имам Шамиль сказал Байсангуру Биноевскому: давай, иди ко мне, воюй со мной на Гунибе, и Байсангур Биноевский отказался. Очень странно, да? После того, как имам Шамиль подошел к Борятинскому, его пленили, забрали. Как ни странно, Байсангур Биноевский, который не был на Гунибе и не пошел, еще сопротивлялся, воевал 2 года, и его повесили. Его не отправили в Калугу, его не отправили в другое место, его повесили. Как несмиренного, который не мог себе даже представить после стольких лет борьбы, после лишения конечностей, он не мог даже вообразить, что обозначает, чтобы сдаться. Его повесили. И вы говорите, что этот человек испугался или что-то сделал. Когда этот маневр не проходит, вы говорите, что он якобы был родом из Дагестана. Вам опровергают это, и потомки Байсангура Биноевского, имеется в виду братья Байсангура Биноевских, приехали, вы говорите: нет, мы говорили, просто у нас родственные хорошие взаимоотношения. Проходит время, теперь уже жена Байсангура Биноевского оказывается. Опять же, эта жена после ранения на Гунибе Байсангура Биноевского вылечила, и он ушел оттуда. И после него появляется там, есть фамилия Байсангура. Опять же, говорят, это чеченцы? Нет. Он говорит, знают отсюда, из Гуниба, но официальная версия историков это не придерживается, потому что им это неинтересно. Разве это не клевета? Разве не вы говорили определенный период, буквально 2 года тому назад, как может инвалид нашему льву говорить такое в спину: я не выстрелил, это он даже бы не посмел. Разве вы такое не говорили? Разве балладу, легенду Илли, который спел имам Алим Султанов про Байсангура Биноевского в Ауховском районе, разве вы не сломали мемориальную плиту ему? Прямо следы от ног было видно, кто-то взял, специально сломал. Этот человек умер. Это человек, который воспел о Байсангуре Биноевском. Разве не вы это сделали? Или это сделали мы? Поехали из своего, как говорится. Разве вы не клеветали на Абузара Айдамирова? То есть вы говорили, что вот эту всю чушь придумал Абузар Айдамиров, а у него взял
Павленко, вы даже не знали, что Абузар Айдамиров и все ногчи на тот период, когда Павленко писал этот рассказ, исторический роман, чеченцев были врагами народа, и они были в депортации. Уж точно Павленко его не мог, он не поехал в Казахстан, такого нет у него. Он не говорит, я поехал в Казахстан, и мне чеченцы рассказали. И опять же, на тот период это было очень опасно. Чтобы взять где-то, записать историю у врагов народа, врагов Родины, взять и записать эту историю, выпустить повесть. Вы сами как себе это представляете? Вот и все. Или есть Байсангур, или нету его. Был он на Гунибе, не был он. И в любом случае вы выходите в этой ситуации красавчиками, а вот наша, даже в этой Кавказской войне, а вы выходите чистые. Разве две столицы имама Шамиля были не в Чечне? Разве благодаря чеченцам, его окружавшим, достойнейшим сынам ногчи народа, не продержался он 20 лет на нашей территории? Его здесь хоть раз ограбили? Его хоть раз здесь сдали? Хоть одно село сказали имаму Шамилю: уходи из нашего села, не воюй здесь, мы тебя не поддержим. Было такое? Можете сказать, вы историк? Да, я заканчивал исторический факультет. Историк я или нет, это уже другой вопрос. Верите и утверждаете, блин, тебе бы поработать над своими ошибками, конечно, что вы действительно знаете все. Во-первых, ни один историк не может знать все. Я знаю то, что касается моей истории. К сожалению, не все. Наша история уничтожена. А тебе нужно поработать немножко над грамматикой. Историк я или нет, это уже каждому свое. Но исторический факультет я закончил на отлично. То есть я знаю об истории не понаслышке. Так что вот такие моменты есть. Нету... Я про историю даже этой Кавказской войны читал достаточно и немало. Возможно, какие-то моменты я и не сильно углублялся, можно сказать и так. Однако высказывания многих историков, которых высказываются сегодня, я их прослушиваю и знакомлюсь с ними. Ва алейкум ассалам. Нету оскорбления с нашей стороны в адрес имама Шамиля. Но есть оскорбление и принижение конкретных исторических личностей, то бишь наибов имама Шамиля, с вашей стороны. Причем о том, что они были, они не были, существовал ли он, не существовал ли он и так далее и тому подобное. Было ли доверие у имама Шамиля к чеченскому народу? Было. Есть ли слова, зафиксированные им о чеченском народе, восхваления? Огромное количество. Я скажу больше. Стал бы он строить две свои столицы на территории Чечни, если бы не было доверия? Возникает вопрос. Две столицы, 19-20 лет борьбы вместе. Чечня истощена. Она уже на краю, так сказать, обрыва. Земли, территории сокращены. Понимаете? И всему есть предел. Да и наибы, которые были поставлены на местах, начали немножко борзеть. Не немножко, а конкретно. Они всю идеологию и политику имама Шамиля привели к упадку. А ногчи такой народ, они не терпят, когда даже под какими бы благими словами не ставили бы кого-либо, который начинает возвышать себя выше
того народа, который является эта земля. И они показали и начали прогонять, вырезать тех, кого были поставлены. Тем более, если они являлись не представителями этого народа. Со своими-то еще можно было договориться, а вот с другими они не церемонились. Это показывает чантийское восстание, это показывает, как чантийцам помогли шароевцы и начали их прогонять. Вырезать и прогонять. Моментов очень много разных в истории. Положительных есть и негативных есть. Достойные сыны нашего народа отдали достойно, много, так сказать, достойных сынов положили голову в этой войне. Я нисколько не принижаю, что это сделали другие. Аллаху алям. Я просто не лезу дальше в вашу территорию. Но говорить, что вся Ичкерия, Шаройский район, все, что находится по правую сторону Аргана, принадлежало якобы вам, но Цалханам или кому-либо, вы реально думаете так? Или это вот специальная провокация с вашей стороны? Посмотрите просто статистические данные за 1811 год или 31 года Российской империи, они сохранились. Они поголовно записали всех жителей Дагестана. Всех! И посмотрите количество их. Конечно, вы скажете, что мы там воевали против и так далее и тому подобное. Эти данные тоже есть. Если есть данные, что шейх Мансур воевал с царской Россией и сколько потерял, сколько жизней при том, когда возглавил первый имам Кавказа эту коалицию, так сказать, да, кавказских народов, сколько потеряла Российская империя. Они говорят, 30 тысяч солдат потеряли свои жизни после того, как шейх Мансур поднял восстание. Я думаю, уверен, что точно такие же статистические данные есть и во время имама Шамиля. Потому что все-таки с имамом Шамилем и вместе и Нохчи, и остальные воевали 20 лет. Я говорю, уже когда он был имамом Чечни и Дагестана. Кстати, на портрете, военном портрете, есть еще один документ, где четко в документах зафиксировано и написано, что имам Шамиль был имамом Чечни и Дагестана, а не Дагестана и Чечни. Он был третьим имамом Дагестана, никто не спорит. Но после того, как Ахульга пала, он ушел, вся территория Дагестана была утеряна. Она считалась под протекторатом Российской империи. И только благодаря, когда уже он стал имамом Чечни, они начали эти территории обратно отвоевывать. Вы можете проследить и посмотреть, так ли это или нет. По крайней мере, официальные историки так пишут. Вы можете опять же сказать, хорошо, мы не верим официальным историкам. Вот. Но это уже ваше право. Тогда покажите свои. Сегодня буквально в этом документе вы утверждаете, что, оказывается, и огромные территории ваших земель отдали Грузии. Это по вашим словам вы говорите. На телеканале, там, это телеграм-канале Авар. Ну, я видел достаточно другую карту, где огромные территории, которые принадлежали грузинам когда-то, они стали частью Дагестана. Тогда что? Кому я должен верить? Грузинам я должен верить? Или же я должен верить тем, кто, как говорится, создает? И Ибрагим, от Ибрагима, Ибрагим задонатил и поддержал наш канал. Ибрагим, ДРС Хейл, огромная благодарность всем, кто поддерживает наш канал. Тот, кто хочет поддержать канал, задонатить, вы видите внизу экрана прикрепленный номер карту. А тут никаких, как говорится, проблем нету. Тот, кто проживает в России, может отправить, задонатить, поддержать наш канал. Тот, кто живет в Европе или в YouTube-канале, вы можете увидеть через программу Donation Alerts или PayPal можно задонатить и поддержать наш канал, если вам, конечно, нравятся наши передачи и наш канал.
Башлам, как тебе прислать документ? Залавди, очень просто. В директе отправишь, я ознакомлюсь, скажу, видел или нет. Если этого документа у нас нет, и мы его не публиковали, я его опубликую на своем канале, если это касается нашей истории. Никаких проблем с этим нет. Так что очень много интересного можно узнать из истории. Главное, чтобы все было по справедливости, все было честно. Завелся, конечно, речь вначале шла совсем о другом. Речь шла о восстановлении Ауховского района, закон о реабилитации. Как написал один из наших братьев, мне комментарий написал, закрытый комментарий, он говорит, явно видно, что это написал комментарий чеченоговорящий, а не сам Новчу. Потому что если вы хотите поговорить или считаете, что я оскорбляю или унижаю, или как-то недостойно говорю про имама Шамиля, вот здесь есть камера, вы можете отправить запрос, я вас приму и выслушаю вас, где и когда я хоть раз оскорблял кого-либо. Будь то народ, будь то национальный герой. Я никогда никого не оскорбляю. Я говорю по истории, как ее я вижу и как я ее знаю. И где я ознакомился с данным материалом. Если данного материала не существует, или вы считаете, что это все фикция, просто дайте знать, напишите в директ, я вам повторно опубликую данный материал. Но только не обижайтесь после того, как я это сделаю. Потому что, когда публикуешь такие документы, вы начинаете говорить, что вот этот человек занимается, вот мы молчим, а они начинают говорить там и так далее и тому подобное. Я не знаю, как им пользоваться. Залавди, я не знаю. Надо, наверное, как-нибудь спроси у кого-нибудь, или через WhatsApp, или через Telegram отправь. Умеешь ты пользоваться Telegram? Имам Шамиль, предатель чеченского народа. Это говорю, у кого вопросы. Я это говорю Софику. Ну, Софику, я понимаю, честно сказать, тебя, твои эмоции есть. Ты имеешь право говорить такое, поскольку твой народ, то есть и Грузия, и грузинский народ пострадали от него. Вот. По крайней мере, исторически я говорю, вне всякого сомнения. Поэтому твое высказывание, оно обосновано историческими событиями в данной ситуации. У нас немножко иная, да, у нас очень многое мы знаем. Я, по крайней мере, и публиковал, и говорил об уничтожении, чуть ли не уничтожении целого тейпа, о том, как он уничтожил национальный котел, о том, как он уничтожал башенные комплексы Шароевского района с представителями тейпов из Шароя. Эти вещи записаны, зафиксированы, документально они есть. Мы точно так же знаем о несправедливом отношении к Губашу Купоевскому, которому был ослеплен, а потом в конце был четвертован. Вот. Мы многие вещи знаем. Вот. А сегодня с какой стороны ты это будешь рассказывать, с какой стороны ты это будешь преподносить, конечно, некоторые пытаются преподносить и говорить, вот якобы Губаш Купоевский не хотел принимать ислам, и из-за этого он был противник имама Шамиля. Есть такие разговоры. Но у нас есть и другие разговоры. Допустим, говорить, что Тамерлан, оказывается, был великим эмиром всех мусульман, и он приносил ислам. А вот тот, кто не был согласен с тем, что Тамерлан распространяет ислам, он их всех наказал. Больше чуши и ерунды я не слышал. Опять же, под лозунгом ислама, ислам ни при чем, он чист.
от этих всех высказываний. Но потом свяжись со мной, я тебе скажу, как скинуть мне. Ислам чист от этих высказываний, но под лозунгом ислама получается, что Тамерлан, вырезавший почти что весь Кавказ и автохтонные народы, оказался красавчиком. Вот. А люди, которые говорят, что он был конченным изуитом, конченным человеком, потому что он уничтожал народы, просто те, кто не подчинялся ему, они нацики. То есть я нацик, а Тамерлан красавчик. Есть такие дела. Абсолютно верно, Софико, мы это знаем, мы это публикуем. И надеюсь, что в дальнейшем наша работа по этому вопросу не будет прекращаться. Мы будем публиковать все больше и больше новых документов. Постараемся преподнести и показать все как есть, достоверную информацию, по крайней мере, со своей стороны. Подделывать что-либо нам не нужно. Достоверную информацию мы будем предоставлять. Вот. Ищет ситуацию. Так что задавайте вопросы, если у вас есть еще. Я обязательно на них отвечу. Никаких проблем нет. Касаемо нашей истории. Было ли что-то хорошее? Ну, с какой точки зрения посмотреть? Некоторые люди говорят, что, по крайней мере, комментарии пишут, что вот если бы не Шамиль, он не пошел бы в Чечню, и чеченцы не воевали вместе с ним 19 лет, и о нем бы там, о чеченцах никто бы не знал. Есть такие сказочники. Есть такие сказочники, которые говорили, что якобы имам Шамиль принес ислам в Чечню. Это настолько большая ерунда, которую еще поискать. Вот папка, чтобы было видно, да? Вот папка с документами. В этой папке все, что вот, каждый документ, да, сейчас. Сейчас я вам покажу. Каждые документы, видите, да? Вот документы. Все, что касается, каждый документ, каждый, смотрите, вот документы. Кизлярский комендантский архив. Связка номер 284 между закладки А13, А14. И таких документов, как видите, сколько у нас? Печати, чтобы было понятно. Видите, здесь печати. Все эти документы, большая папка, вот документы, все. Это только маленькое количество, чтобы было понятно. Вот документы. Это каждый документы отдельность, по отдельности. Сейчас. Вот документы. Что же написано здесь? Государственный архив Ростовской области. НП Покровский. Дело номер 106, том 2. Письма и так далее и тому подобное. Сейчас я вам поясню. Еще одна папка. У нас в Грузии есть все архивы о Чечне. Знаю, Софика, знаю. Так, том 234, архив Ростовской области. Смотрим еще одна толстая папка, документы. Вместе взяты, и это только маленькая часть
Вот видите, все это документы, копии документов с Кизляра, Владикавказа, с Ростова, в Тбилиси я еще не попал. Все эти документы на тот период, это документы все о шейх Мансуре. 99%. И 1% здесь я только еще начал собирать папку о Байсангуре Биноевском. И вы думаете, когда есть целые такие типа документов, касаемые первого имама Кавказа или имама Байсангура Биноевского или имама Алибек Хаджи Зандакского, вы или о Бейбулате Таймии, вы реально думаете, что у нас нету истории? И шейх Мансур, это вообще еще даже имам Шамиль не родился. Вы реально думаете, что у нас нету истории или что вы ее принесли? Шейх Мансур был намного раньше, и шейх Мансур призывал, занимался призывом и говорил, шейх Мансур говорил: вернитесь в чистый ислам, оставьте пагубное явление. А шейх Мансур был до имама Шамиля. В то время шейх Мансур Ушурма жил в западной части, то есть в Малой Чечне фактически проживал шейх Мансур. В то время уже на территории Чечни был ислам. Во времена Бершейха, 15 век, Бершейх призывал и говорил: вернитесь, оставьте пагубные действия, вернитесь в чистоту, вернитесь в ислам, призывал. Это 15 век, когда шейх Мансур вообще не был. Шейх Мурза Акотский уже в исламе был. Если вы начинаете говорить уже, и говорите правду. Мечети в Чеберлое 10 века, Харакое 11-12 веков мечети. От того, что вы их разрушили, разобрали в основе своей, вы думаете, они не сохранились? Где-то с 15 века, где-то с 16 веков. Мечети старые, а в Чеберлое, в Шарое сохранились. После депортации, допустим, в том же Хакмадое и в том же Шикарое, мечети сожжены изнутри. До того, как с депортации вернулись Нохчи. Они сожжены, потому что они внутри обмазанной глиной, они подожгли, нашли куски от Коранов. А стены от огня стали красными. А кого оставили в этих домах и мечетях? Я не хочу называть национальность, но точно не грузины там жили. И грузины этого не сделали. Если бы сделали это грузины, они бы сделали в другом месте то же самое. Шарой граничит с Грузией, это близко же, если вдруг у кого-то понятия нет. Старожилы, взрослые люди, которым 90 лет, они знают, кто там оставался и кого они оставляли. Знают. Да и не только они, некоторые нарнийцы высказывают и говорят: эти земли наши. Шарой это был наши земли, мы там искали когда-то соль и так далее и тому подобное, да? Кто это говорит? Кто называет Кенхей, называет, тоже говорит, что это не ваше село и так далее и тому подобное. Таких высказываний нет у вас, да? Историки. Все знаем, все читаем. Но просто-напросто не все сразу, пропорционально, понемножку. Были бы у меня хотя бы чуть-чуть технические возможности более сильные, вы бы познали бы тогда. К сожалению, многие некоторые вещи не ограничивают меня. Очень сильно ограничивают. И технические, и финансовые вопросы ограничивают. Каждый раз, что мне показывают, 35 гигабайтов флешка. Сплошные документы и карты нашей истории. Начиная от Ауха и заканчивая военно-грузинской дорогой.
Я никогда ничего не трачу понапрасну. Всегда сохраняю, сберегаю и публикую. Вот. Но у меня, по крайней мере, я понемножку нахожу людей, благо в различных архивах, в разных местах, взаимодействую. Поэтому я всегда оставляю номер для поддержки нашего канала, только для этого, чтобы, собрав очередную порцию поддержки, я мог приобрести что-то и сделать, и показать. Вот, как говорится, все для нас, все для фронта, все для нужды. Вчера я вам обещал показать монографию, брошюру, которая была напечатана, этимологический словарь чеченских слов на основе шумерского языка. Вот эта монография, она не толстая, чтобы было видно, да? Видите, да? Зеркальное отражение. Здесь сравнительный анализ нашего родного языка шумерским. Шумерским языком, прошу не путать. Насколько я знаю, есть братья, которые сравнительный анализ проводят с аккадским языком. С хурита-уральским, само собой, там и Хасан Бакаев, и Сигаури, и они работают. Хурита-уральским языком. Сравнительный анализ. То есть одинаково по смыслу, значению наши слова. И буквально недавно, на прошлой неделе, вы знаете, мы познакомились с нашим братом Абдурахманом, который занимается научной работой, собирается защититься, если я не ошибаюсь, дипломная работа, где он проводит сравнительный анализ с хетским языком. Не хатским, а хетским языком. Шумерский, аккадский, хурита-уральский, хетский язык. Это 4 языка, которые есть очень сильное совпадение и по смыслу обозначения с родным нашим языком. Как вы думаете, этот народ имеет глубокую историю? Древний ли это народ? Или же, как любят некоторые нордийцы говорить, вас создали 150 лет тому назад? Я так понимаю, сами незаконнорожденные только могут говорить о нас такое. Они-то знают, что паханы тут, кто пахан, а кто пришлая перепелка, как говорится. Мы не оскорбляем тех, кто не оскорбляет нас, не трогает нас. По документам, здесь буквально в этой монографии, так, она заинтересована, она напечатана для того, чтобы наши молодые ребята все больше и больше занимались, понимали древность нашего языка, чтобы сохранили его, чтобы работали над ним, не забросили. И здесь, как говорится, есть много слов. Например, он сперва зачитывает на чеченское слово, потом русская его транскрипция и потом шумерская. Гударк, русская, повозка, телега, повозка, телега на русском языке, на шумерском языке. Гуд, бык, ар, доставить, к, зерно. Понимаете, о чем я говорю? Что обозначает у нас, то же самое, смысл этого слова обозначает и на шумерском языке. Доставка зерна на быке. Вот такие слова здесь. Гурба, допустим, Курбан-Байрам. Да, гурба. Русский Курбан-Байрам, мусульманский праздник жертвоприношения. Смотрите. Жертвенное животное. На шумерском языке что это обозначает? Гу – пища, еда, ба – давать. Пищу давать.
Курбан Байрам — это праздничный день, когда в основе своей дают что? Пищу. Гена на родном чеченском языке. На русском далеко. В шумерском. Га — идти, эн — время. Идти — время, долгое время. Гена далеко у нас. Смысл один и тот же. И у шумерского слова, и у нашего слова. То есть русские переводят, чтобы было более понятно. То есть здесь очень много интересного. Гидда. Гидда. Русский. Тележка. Тележка. На русском языке гидда. На шумерском языке ги. Тянуть. Волочить. Управлять. Да. Кисть руки. Быть поближе. Чтобы было понятно. И вот таких слов очень много на шумерском языке. Ну, здесь в этой книге указывается, что семиты, то есть потомки аккадцев, семитов, взяли многие слова у шумеров, они говорят. Поэтому, если там Курбан Байрам или что-то совпадет, не удивляйтесь. То есть тут речь идет совсем о другом. Что обозначает у нас и что обозначает у них. То есть смысл один и тот же. Вот такие вот книги, брошюры, материалы понемногу приобретаем, работаем по ним. И плюс материалы, конечно, и от электронных материалов мы не отказываемся. Любой человек, который начинает говорить, что, допустим, о нашей истории, начинает оскорблять, в последнее время очень сильно пытаются отделить или оскорбить, валикум ассалам, ваша, отделить или оскорбить великолепные наши тейпы и тухумы, такие как Эхкой или Лам Эхкой, пытаются обвинить или оскорбить их. Если они говорят, что они часть ногчи народа, они пытаются оскорбить, обвинить и принизить их. Но, еще раз повторюсь, Лам Эхкой и те акинцы, которые живут в Аухе, это часть единого тела ногчи народа, и они неотрывны от нас, и никогда не отрывались. Всегда были частью нашего народа. И мы никогда не отказывались от этого. Высказывания необразованных людей, которых якобы что-то там и так далее, это высказывания недалеких людей, и этим людям нужно просто пояснить и объяснить, кто есть кто. Еще раз повторюсь, во времена до того, когда крепость Грозную построили, в этой области, плоскостной территории, которая не является горной частью, было 26-40 сел, где стерли русские царские войска. Там было 26 сел. Среди этих 26 сел были селения, один или два селения, именно Лам-Эхке. Это где находится сейчас крепость Грозная. Это было чуть дальше в сторону Висаитовского района, это Березка, это вот в этой области было два селения. Эхке-Ашму. И это не какие-то там до Рождества Христова, это последнее время. Они проживали, жили на всей территории и свободно жили, потому что они являются частью этого народа. Ваши обвинения, башни Акинские, являются одними тоже из древнейших башен. К сожалению, сегодня под различными, из-за последних двух войн, они стерты. Ни эхки, которые живут в Аухе, ни эхки где-либо проживающие. Все эхки, которые выходили со мной на связь. С Панкиси, панкийские эхки, Хункар-Махкар эхки, Сирии эхки, из Иордании эхки. Ни один из этих эхки не сказал, что они отдельный народ, что они не были частью. Они всегда говорили «Тхо нохчида, тхо эхкида». Ни один. Они не больны этой болезнью. И я вам скажу, валлахи, биллахи, таллахи, по сегодняшний день акинцы, которые проживают в соседнем регионе, я не в Дагестане имею в виду, почти что все, которые выходят со мной на связь,
Акида, Тхонохчида, Таган, Куза, Ашкаларха. Мы знаем, где и что будет связи обуществуется. Дальше идет. Уша бу, галай бу, кибеш бу. То есть, когда я рассказываю, они не против, что я рассказываю историю или что-то. Если где-то меня надо поправить, они поправляют. И именно при открытии ламакинских, когда открывали мечеть Лам-Акка, когда я поехал туда, да, и максимально при первой же своей возможности именно Лам-Аккой братья пытаются помочь моему каналу и помочь мне, чтобы я работал дальше. А это, извините меня, не нохчмахкоевцы или не ичкиринцы и все остальное, но они очень любят эту работу. Они смотрят канал, они поддерживают, они до конца идут и настаивают за свой народ. Поэтому попытки ламакинцев, ироевцев, астхоевцев каким-то образом перетянуть и так далее и тому подобное не получится. Попытки делайте, пытайтесь провоцировать. Но чем больше вы занимаетесь этими провокациями, тем больше у меня доказательств и документов, где говорится об обратном. Еще раз повторюсь. Акко, как здесь записано, или акисы, или акоки, или акки, ничем не связано с другим народом. С соседними регионами. Всегда были, есть и остаются наши. Единственное, что у них сохранился диалект, галанчурский диалект, древний. Вот за что вы можете закрепиться, зацепиться и говорить, там, он совпадает с вами. Но хочу повториться. Вас, те люди, которые это говорят, не существовало, когда были Лам-Акка и ламакинские тейпы. То есть у вас в природе не было настолько древний этот тейп. Лам-Акка тейп, то, что у нас здесь. Ауховцы появились чуть позже. Это тоже акинцы. Их называют некоторые плоскостными акинцами. Но здесь небольшая другая ситуация, потому что ауховские акинцы это разбавленные. Не чисто только Лам-Акка. Там есть и другие тейпы и тухумы, поэтому они называются, общие называются ауховцами. Там есть и Бельтуа, и Бейнуа, и даже Эшма, то среди них есть. То есть в этой области проживающие. Поэтому их общее называют Аухвай, Аухмахквай. Вот. Так что вот такие вот дела. Работы не прекращаются, но да, конечно, по мере возможности, по мере поступления финансирования, то есть многие мне там упрекают, начинают не так часто. Сегодня у меня было 2 встречи. Альхамдулилlah, ходил консультироваться, точнее консультировать некоторых людей. Дал сегодня 2-часовое интервью. Акки тайп дуй башлам до. Акки тукумду, лам акки тайпаду. Это разные 2 вещи. Лам акки это тейп. А акинский тухум это тухум. В акинский тухум ходит до 40 тейпов различных других обществ. То есть общество. Сундера есть тухум акки, есть тейп акки. Лам акки. Лам акки это тейп, который не входит в тухум. А вот акинский тухум, туда входит, кроме них, там 9 или 10 акинских тейпов, часть, которая спустилась с гор вниз на свои плоскостные земли. Свои, не чужие, свободные. И остальных еще до 20 других тейпов. Там есть и Орствой, там есть и остальные. Хотя очень много преданий, где говорится, что определенные орствоевские тейпы считают своими непосредственными прапредками Басавюртабеш как раз таки Тухумду. Они тухум. А те, которые в Галанчорском районе, это тейп. Чтобы ты понимал, там тейп чисто, там нету краплений, там чисто лам аккибу. А те, которые в Хасавюрте, там цанюка, нохчмахквай, бу цанюка, шарар, бу чеберлар, бу. То есть эцмахка ха Хасавюрт, аука, ашберше аккибу, цош тейп ничто. И бог дуцут. Кретио? Ишт халдук тигадыг.
Ну и те, и другие эхкы бац Бог, да, нет, конечно, еще цель эхкаба, но там во времена, когда Ахмад Сулейманов записывал Акинский Тухум, в основе своих тех людей, которые собрались вокруг него, были в основном эхкы. И он записал его как эхкы Тухум. Но исследования, которые провели в последнее время, там проживает 200 тысяч Ауховский район и прилегающие к нему территории. Вообще, та область, которая называется Аух, там проживает до 200 тысяч чеченцев. Вот среди них, когда мы буквально года 2 тому назад насчитывали, мы насчитали 46 разных чеченских тейпов. 46. И только 9 из них, 9 или 10, чтобы не ошибаться, были непосредственно акинцами. Остальные это другие тайпы чеченские. Поэтому эта область называется Эхкей Олцунах, но в основе своей они называются так. Так вот. Задавайте вопросы, если есть желание, отправляйте запрос, я вас приму и отвечу на ваши вопросы. Так, закрытый вопрос, посмотрим. Почему считают акинцев все или пришли? Но это байка о том, что якобы, я вам зачитывал, о том, что якобы их ущемили, они пришли и попросили земли у аварских зогойков. Зогой являются чистейшими эхкой. Зогой это эхкой. Эхкой так дух зогой. Но низ элчем гар хулицун. Лам эхкой буй, цер цана гар на дух зогой. Зогой цен эхкой был. Они им это выгодно говорить. Почему, я поясню. Если сегодня они будут такие вещи говорить, получается, что их свои же ущемили, акинцев, и они якобы такие красавчики приняли эти земли. Послушайте, насколько это является чушью и ерундой. Могу вам пояснить. Элементарно простым методом. Зачем акинцам, которые проживали в Галанчожском районе, из-за малоземелья, из-за притеснения, уходить куда-то через итумкалинцев, шатоевцев, нахчмаххоевцев, потом уже спускаться через андийцев, спускаться и заселять эти земли. Зачем? Когда они владели Дарьяльским ущельем, они спустились по Асиновскому ущелью, точнее по реке Мартанка, ныне называется Фартанга, они могли спуститься и занять плодородные территории совместно с Уастхуай. В тот период, я имею в виду. Там ингушей в тот период вообще не было. Они могли пойти дальше и до Сидаха, где проживали чеченцы, могли осесть там, на плодородных землях. Они от Белхарой Зогой. Да никакой не от Белхарой, а вот здесь у меня Зогой ценная. Какой Белхарой сейчас, как раз этого не хватало. И возникает намного ближе, намного комфортнее, земли плодороднее, чем ауховские даже, этой области. То есть это зелень, пастбище, плодородные земли. Зачем вот человеку, который хочет пойти и сделать... Господи, ты ДНК посмотри. По ДНК они L3. Допустим. Ты знаешь, сколько в Чечне L3? 30-35% L3 все в Чечне. Какой Белхарой? Может, Белхарой как раз таки и есть часть от акинцев. Это возможно. Но не обратно. От Белхарой не появились Зогой.
А Белхарой кто? Белхарой это тоже Уарстхой. А Уарстхой это те же Эккей. Цепочка все. А Эккей кто? Они ногчи. Все, я ответил на твой вопрос. Эккей, Уарстхой, Белхарой. Все один народ. Ногчи народ. И все. Не все орства происходят от Эхкой, только определенно. По крайней мере, я говорю по документам. Что же касается ДНК, это L3. Эхкой фактически все L3. Все. По ДНК Акинцы моложе, чем Белхарой. Мега туда, я бертки, ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Вот. Еще раз я повторюсь. Белхарой, который в Чечне, они ногчи. Мне без разницы кто. Ногчи человек, ногчи уйсумха. Если ты конкретно говоришь за Ингушетию, я тебя прошу. Ну оставь, да, оставь вот эти сказки. Зачем? Не надо. То есть ты хочешь сказать, Белхарой старше, чем Акинцы и Алашу. Валикум ассалам. Ибрахим, если есть вопросы с Ютуба, задавай, пересылай их мне, пожалуйста. О чем мы говорили? Еще. Вот так и живем. Весело. Цадыч Орса догадался. Цадыч Ляча. Много появились от Белхарой. Интересно, от кого появились? Чунгрой, Чермой, Харачой, Эльстаншвай, Вашандрой, Хаккой, Паймтой, Сеттой. Сколько их еще? Дышни. У них тоже есть L3. Ну и само собой Лам Эккей. Тоже L3. Уарствой. Тоже L3. Не все, конечно. У всех, кого ты перечисляешь, 1200 лет назад был один общий предок. Конечно, был общий предок. Потому что буквально 1000 лет тому назад тех, кого ты подразумеваешь, вообще не существовало. Лесов говорит, 1000 лет назад от чеченцев откололось и появилось другое. Я не буду называть. Какое другое? Акинцы моложе, чем Белхарой. Не знаю. У тебя может так, но акинцы, насколько я знаю, с 1 века исторически зафиксированы с 1 века нашей эры. А это без малого 2000 лет. Я не знаю, почему у тебя Белхарой старше. Может быть старше, может нет. Были ли они Белхарой или нет, я сказать не могу. Но все-таки я не знал, что тейп показывают возраст, честно сказать. Я над этим даже не задумывался. Но это как версия очень такая интересная. Я проверю это обязательно. Честно проверю. Аусадур. От себя говорить сейчас не хочу, но знаю, что Эккей намного древнее, чем те, кого ты перечисляешь. И нас поддержал кто-то, задонатил, дал си дойл. Так, задонатил Адлан. Дал си дойл санхоми бусуб нохчи вежри. Адлан, дал си хадойл, дал дуквахуэл. Да, огромная благодарность всем, кто поддерживает наш канал, донатит. Номер для тех, кто хочет поддержать. И, короче, башлам, все ночи. Не все, но чистые ночи. Не все. Сюда, из непокоренных. Халмахид, сумби баштац. Милла валаса ночи помахар. Белхрой ночи бу, Уандлой ночи бу, Орствой ночи бу, Эккей ночи бу, Зогой ночи бу, Хилла бу, Хиг бу, иншалла рахмат. Тхоцак амду,
Чернильница с печатью Шамиля, серебро, печать Шамиля, серебро. Письма Шамиля великому князю Михаилу Николаевичу. 19 декабря 1868 год. В письме Шамиль сообщает о принятии присяги сообщает о принятии присяги российскому императору и просит его о разрешении на паломничество в Мекку. Письмо Шамиля князю А.И. Борятинскому, Калуга, 2 число, 8 месяц, 1867 год. Арабский с параллельным переводом. То, что это документ, ваша есть, он явно есть, я его не публиковал, но да, присягнул. Есть такое. Это официальный документ имама Шамиля, где он говорит и присягает. Это уже 1867 год. Нас поддержал брат Хамзат. Хамзат поддержал нас, задонатил на наш канал. Хамзат, нас уже сегодня поддержали. 1, 2, 3, 4 человека поддержали наш канал. Неважно, какая сумма даже любая маленькая поддержка важна для поддержки нашего канала. Больших донатов у нас не бывает, мы не большие люди, мы маленькие. Этот документ, у меня он есть, конечно, если вы хотите, я его могу повторно опубликовать. Давайте его вот так вот. Кстати, насчет ДНК проектов. По ДНК в прошлом, точнее в телеграм-эфире мы сохранили. Был наш брат из Акинцев. Ничего отошло. Detailing UTL. Не знаю, вышел он, наверное. И voilà. Я хотел бы, чтобы вы познакомились с достойным сына Акинского общества. И можете спросить у него, кем они были, кем они всегда себя считали. Никаких проблем нету. Чистокровный эккевушунис. Можете спросить, он вам ответит. Что вас мяцу, наверное, мяцу. Да. И по тематике встречи сегодня, смотрю, год у нас история очень активно, по крайней мере, набирает обороты. У нас проходят встречи, работа. Очень нам не хватает определенных технических моментов. С техникой проблема была. Технических моментов. Пару карт, которые я не могу достать и распечатать. Во-первых, нужно очень хорошее качество. И хотя бы формат А4. Не А4, а формат ватмана мне нужен. А1, кажется, он называется. Он очень хороший. И эти карты у меня есть уже 1, 2, 3, 4. Вы знаете, у нас есть где-то до 7 карт. Нам нужно в нашу коллекцию эти карты обязательно. Ибраим прислал точку. Ибраим, ты хочешь задать вопрос, или это просто точка, или что? Если у вас есть вопросы, если вы хотите задать вопрос, вы можете написать в прямом эфире. Вы можете точно так же зайти через VPN в Instagram, и там, где комментарии пишут, рядом есть камера с плюсиком. Нажимаете ее и отправить написано. Если вы отправите запрос, я вас приму, и вы можете тет-а-тет, чтобы было видно вас, высказать свое мнение, рассказать что-то или дополнить. Никаких проблем нету. В Телеграме очень сильно активны. Я понимаю, что там только голосовая передача идет. Но мы 2 дня подряд провели в Телеграме огромное количество. Даже несмотря на то, что до 4 до 5 утра мы
до 4 утра, по крайней мере, проводим эфиры. Ни с Телеграма, ни с Ютуба наши братья не уходят. Стримы длятся 4-5 часов. Прямые эфиры. Желающие могут высказаться. Инстаграм нам тоже необходим. Мы должны людям показывать книги, документы. Кстати, насчет документов. Давайте, я вам обещал. Помните, мы зачитывали о названии, что древнее. Уральские названия или хуритские. Вот так в этой книге есть вот такие вот карты. Чтобы было понятно. Вот одна карта. Чтобы было видно. Это вот карты как раз таки от этого автора. Выбираем другой объект. Следующий. Вот карта оттуда. Это о древнем названии хуритов и нахчийцев. Так, выбрать другой объект. Смотрим следующее. Вот это. Протохатты, северные семиты, субарийцы, дравидоиды и нахи. Выбираем следующие карты. То есть под этим постом все эти карты есть. То есть я как бы хочу ознакомить вас. Вот эти карты. И с примерным возрастом под этими документами историческими. Выбрать другой объект. Так. Вот эти карты. Это в разные периоды, когда какие-то общества и народы все больше и больше захватывали, выигрывали или там проигрывали различные периоды. Выбрать другой объект. Так, это я опубликовал. Вот карта. Европеоиды, семитские, субарийцы. Ну, субарийцев они относят именно нахчийцев. Вот эта карта. Вот эта карта. Чтобы вы не удивлялись, что под именно такого формата научные работы, поэтому на них такие карты, то есть это не профессиональные с точки зрения там каждый миллиметр, ну, чтобы было понятно. В этой книге, которую я вам показывал, великолепной книге «Нахчи. Вопросы этнокультурной истории», первое тысячелетие до нашей эры, в конце этого учебника, не учебника, а точнее научной работы, есть тоже карты, чтобы было видно. Вот они делаются именно вот в таком формате, они сделали, видите, да? Вот видно. Следующий смотрим. Ну, примерно, да, чтобы было видно. Так, это не так, это не туда я сделал, наоборот. Дальше смотрим, вот. Хазары. Армения. Следующий смотрим. Да, ну вот такого формата книги. То есть здесь, опять же, дальше смотрим. Нахчиматьяне. Зеленое это Нахчиматьяне. Видно, да? Дальше. Там есть Ассирии, Нахчиматьян. Вот на этой карте есть описание, где находились предки нахчийцев, ассирийцев. Вот. Дальше есть карты. Смотрите, это у нас 4-3 века до нашей эры. Это Кавказская Албания, Нахчиматия. Видите, да? Здесь же у нас идет Метасиракский союз, Аорсы, Албания, Понтийское царство, Медия, Антропотена и Колха,
Колхида и Понтийское море. Это 4 век. Потом мы смотрим в 3 веке до нашей эры есть Албания, аорцы, Метасиракский союз, Нахчиматия, Колхида, Мидия, Антропотена, Понтийское море, Понтийское царство и Колхида. Вот эта карта, 4 век, снизу, видите, зеленая это территория, где проживали нахчийцы. То есть указано на этой книге. Здесь очень много очень важных. То есть то, что я вам показал предыдущие карты, это уже от другого непосредственно ученого или историка, по крайней мере, претендует на это имя. У него тоже есть такие карты. Поэтому, ассаламу алейкум башлам, у тебя есть доступ к документам в Академии наук ЧР? Нет, у меня нету доступа ни к Академии наук, ни к чему. Единственное, что я могу вам показать сейчас, сейчас мы вам покажем. По каждому вопросу у нас есть. Зря мы свой хлеб, как говорится, не едим. Буквально 3 года тому назад, если еще когда был Гапуров президентом Академии наук, я обратился туда. Книги, конечно, я не получил, но получил вот таких 3 вестника. Материалы из Академии наук, которые у меня есть, вот. 3 вестника. 1, 2, 3. Они 2020 года, Академия наук Чеченской Республики. Почему я вот взял и какие материалы есть там интересные? Я брал и публиковал отсюда, то есть это официальные документы с содержанием. Математика, физика, это мы оставляем, это нам не нужно. И дальше смотрим, что нам нужно. Исторические науки и археология, отечественная история, Баширов. Документальный источник 1746 года по истории расселения чеченского тейпа Чунгруай. Текст комментарий, то есть про тейп Чунгруай. Блейх Кидирниязов. Феномен северокавказского люмеризма второй половины 18 века, начала 20 века. Респективный обзор. Магомаев, В.Х. Рабочее формирование Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Это более современно научное, как говорится, Великой Отечественной войны. Осмаев, Аббаз, Сафирбеков, М.Р. История Северо-Восточного Кавказа. Первой половины 18 века. В трудах исторических школ. Историографический обзор. Тоже интересно. Первую половину 18 века. Дальше. Хизриев Хаджи Ахмедович. Каждый раз, когда слышу его работы, очень сильно радует. Оружие, продукция Чечни в российско-чеченской торговле во время Кавказской войны. Этот материал здесь есть. Хаконов, Саблирова, этнофилософское содержание обряда Урме в сакральной культуре черкесов. Тут уже про адыгов идет. Этот материал здесь есть. Бабулова и Сосранова, кажется, написано. Сосринова или Сосранова. Неналоговая форма привлечения средств населения в годы Великой Отечественной войны. Археология. Исаев Султан, Дачиев и С.Х., Ахмаров А.У. Археологические памятники Ножиртовского района Чеченской Республики. Материалы и археологические карты. Мамаев Х.М., Мамаев Р.Х. Археологические памятники Урус-Мартановского района. Материалы и археологические карты. История наука. Вот все, что важно по истории. Вот эти материалы у нас есть. Вот они. На этой вестнике. Второй вестник берем. То, что у меня есть от
Академии наук вообще. Это, как говорится, все научная литература, очень важная, то есть здесь нету вот этих нордических сказок и все остальное. Содержание истории, науки, техники неинтересно. Имеется в виду, это не наше. Так, смотрим, есть ли здесь что-нибудь по истории. Ну, Абу Муслиму, исторические аспекты изучения территории Чечни. Есть материал здесь. Это не надо, это не надо. К истории изучения прикаспийских территорий. Керимов И.А., Гагаева З.Т. К истории изучения прикаспийских территорий и Каспийскому морю. 18-19 века. Есть такой материал, который у нас есть от Академии наук. Дальше смотрим. Нефтяной институт не надо. История изучения фауны, стрекоз не надо. Испытания не надо. Минеральных ресурсов не надо. Картография географической топографии. Ну, здесь есть, допустим, Постников, история картографирования и географического описания Кавказа российскими топографами. Все. Ну, остальное нам уже не интересно. То есть это вот во втором вестнике, который я вам назвал. Очень мало, но чуть-чуть, что нам интересно, там есть. Смотрим следующий. Что интересного. Историческая наука и археология в этом журнале. Мы зачитываем. Матагова и Гилаева. А студенческий фронт, все для фронта не нужно. Средства массовой информации ЧСР тоже не интересно. А вопросу возникновения, вот. Баширов МСЭ к вопросу о возникновении Эндерийского княжества. Интересно. Дальше. Гапуров, Саралиева. Политическая обстановка в Чечне в 60-х годах 19 века. Это получается 1860-е годы. Интересно. Мачукаева. Горцы Северного Кавказа на службе российской армии. Вторая половина 19 века по 20 века. Чуть-чуть интересно. Периодизация, модернизация, трансформация процессов в Дагестане. Неинтересно. К вопросу об этнической карте Терско-Сулакского междуречия. 14-18 века. Интересно. Депортации балкарского народа, исторической памяти. Тоже интересно. История науки и техники больше. Все. Вот эти три документа, которые я вам зачитал, которые у нас имеются. Все, что мы имеем от Академии наук, вот три книги. Вот они три. Вот такие документы. Остальное, никакого взаимодействия имеется в виду. То есть я на них не работаю, я их не рекламирую. Если есть документы из Академии наук касаемо истории, особенно вот древней истории, вот современной, по крайней мере до 19 века она мне интересна. Дальше 20 век я еще просто не добрался. Эти материалы я использую, потому что это научные конференции, это документы, которые, по крайней мере, были уже в обработке. Это не так, абы что сказать, из потолка взять. Вот такие вот три книги Вестника у меня есть. Все они за 20 год. Номер 1, номер 2 и номер 3. Вот они есть у меня, выпущенные 4 года тому назад. Вот эти вестники Академии у меня есть. Других у меня нет. Что касается, обращался ли я? Раньше я обращался. Просил выдать. Дали одну книгу мне и вот эти 3 вестника. Но я не хочу ни на кого ничего наговаривать. Есть, нету.
Если бы предоставили больше бы архивных материалов, допустим, академического материала, возможно, я с ним бы ознакомился и довел бы до вас. Делился бы каждый раз с радостью. Но если не предоставляют, я просить не собираюсь. И уж тем более покупать я не собираюсь. Потому что есть книги, которые намного для меня важнее, имеющие цену, исторические книги, которые нужно купить в первую очередь. Это не говорит о том, что я не ценю работу нашей академии. Нет, ценю. Но есть книги, которые старые, советские. Допустим, наш подписчик Лема из Шалей, который прислал книги, там были такие книги, которые очень большая редкость. Да, они тоненькие, да, они советского периода, но они очень важны, потому что сейчас многие эти книги утеряны. Для многих образовательных, даже университетах нету таких книг в редких случаях. Вот. Мне бы очень нужно было, если мои подписчики меня услышат, если у вас есть полный, как это сказать, тоже неправильно, мне нужно было полное собрание Ильяса Сигаури книги. Если кто-то имеет возможность их подарить, дать на использование, как говорится, мне именно нужно, чтобы подарили эти книги, чтобы я мог их использовать. У меня старая версия есть его. Я знаю, что вышел у Ильяса Сигаури новый двухтомник, и там полный сбор. А старая версия 4 книги. У меня только одна из этих книг. Если были бы все, там очень много хорошего материала, который мы могли бы использовать для своей работы. Вот этих книг мне не хватает. Есть пару книг, которые другие тоже бы, если бы были бы в нашем наличии, я бы, как было бы хорошо. Книги Ильяса Сигаури и Лечи Ильясова. Лечи Ильясова у меня есть одна книга есть она. Благо ее продавать запрещено было, потому что тот, кто выделил деньги на публикацию этой книги, запретил ее продавать. И она мне, благодаря одному из наших подписчиков, эта книга досталась. Я ей очень дорожу. Она просто великолепна, идеально сделана. Но есть еще 3-4 книги Лечи Ильясова, которые себе я не могу позволить. Имеется в виду, они тоже дорогие. Насколько я знаю, одна стоит 28 тысяч, другая стоит 6 тысяч, другая стоит 7 тысяч. 28 или 20 тысяч, которые стоят, это Кодекс чести Онхола. В ее очень таком богатом переплете, очень небольшое количество, если я не ошибаюсь, то ли 500 книг, очень ограниченная книга. Но, как говорится, вот эту книгу Ильяса Сигаури, вот то, что мне не хватает для материалов, чтобы я мог публиковать здесь. Остальные материалы мы электронные находим. Я благодаря нашей великолепной работе наших братьев, это не моя как бы только работа, это наши братья, которые работают днями, часами, ночами, работают в Википедии. Я смотрю у них материалы, которые они находят, то есть со ссылками на книги электронные, то есть проверяю 100%, поэтому 5 с плюсом золотая медаль нашим ребятам из Википедии. Да, Сейдуаль, да, Дуквахвар, это наши солдаты невидимого фронта. Я ни одного из них не знаю в лицо, не знаком с ними, но они работают великолепно. Вот эти подделки, все вбросы, которые делают нордийцы там с востока, нордийцы с запада, все подчищают, все делают, скидывая ссылки, то есть грамотно очень работают. Вот их материалы используют братьев, которые работают в Фейсбуке по историческим материалам, взаимодействую с ними, у них беру, то есть электронные. А вот эти книги нет. Вот Ильяса Сигаури книгу я так и не смог приобрести. Разные суммы мне называли, говорили, что она якобы есть где-то в продаже в Европе, и ее стоимость. Но таких, как говорится, возможностей. Я, честно сказать, один из наших подписчиков из Норвегии, через PayPal, кажется, он в то время мне прислал, задонатил, чтобы я эти книги приобрел. Но получилось так, я это не говорил сейчас. Сега Волчушик, Хадаеча, Юцердуэлас, Ахштадайтинсунг, Секец, DSD, Элезин, Норматсунс. Прицеяхсун Царяц Воши, с Норвегии. Он мне задонатил, сказал, Шикинчик, если я не ошибаюсь, это он был. Связь оборвалась с ним. Ни книжек, ни денег, ни ничего. А сад может видать сунцаха и может даже диную ацацахасу. Ну так получилось. Саренсун гадает Нери поддержку задонатили. А это был очень большой донат для меня на тот период, тем более.
Это было, если не ошибаюсь, то ли 200 евро. А это огромные, таких больших донатов вообще не бывает часто. И, как говорится, и 10 евро не бывает. Ну вот, я эти деньги отправил, ну, человек пропал. И человек пропал, и аккаунт пропал. Одно время аккаунт был, но не отвечали. Ну, так получилось. Эти книги, я что хочу сказать, я не получил. Ну, и такое бывает. Вот это, я не стал, но документов у нас все больше и больше. У меня есть в определенных местах, я не хочу говорить где я сия меткшка, архившка, болбеша, цацнах, буцерна, кардетна, газжимжим, дадача, цара, мой ногчи историк касается дештег шадик, посэлил промежуток времени, то есть 15, 16, 17, 18, 19 век, это промежуток, который мне интересен. Шаига, дахоли, документ, фолиант, копия, это скидывать все документ. Тергер, если есть слой. Арчим, асайни стельча, я вообще за них головой, как говорится, в хорошем формате карт скачать, да, и распечатать, да, дальше я бываю, наверное, самым счастливым. Карта это настолько важный документ, вы просто не представляете. Это очень важно для нашей истории. Очень важно. То есть достоверная карта, тем более, если это откуда-то с музея или что, имеющая ценность, то есть это очень важно для нас. И на будущее важно, и в настоящее время важно. Это не те географические карты, которые сейчас есть. Нет, я не о современной карте говорю. Нет, конечно. А именно имеющие исторический знак. Они очень дорогие. Почти что 3000-4000 долларов даешь, что кажется, что без ничего еще дам. Но еще военкер хочет даст хотя бы копию этого термаха. Элементарно, я говорил вам, рассказывал много раз. Были электронные версии в хорошем качестве, то есть чтобы можно было их купить, скачать, то есть они скидывают файл вам на адрес. И когда его открываешь, можно раздвинуть эту карту, то есть увеличить. И на ней видно каждое горное село. Чтобы вы понимали, только в горной части нашей родины, в горной части Штунхайт Пашин, было за 400 сел. В горной части Вайлямнишка, Шаройский, Чеберлоевский, Галанчевский, Итум-Калинский, Шатойский район, до 400 сел. Чтобы вы понимали, в современной Чечне сегодня, на сегодняшний день всего 400 сел. А в то время были в горной Чечне. И представляете, вот я один раз наткнулся на эту карту, которой чуть ли не каждый хутор, каждая точка имела название. Эта карта была, но я не смог вовремя отдать деньги, и я ее потерял. Где я наткнулся на нее, не знаю. Это очень важно. Там есть некоторые названия сел и тейпов, которые вымерли, перестали существовать. Это не современная карта была. Это когда большая часть нашего народа проживали в горной части. Лямнишка, Ашточка. Я так предполагаю, что, возможно, предположительно, или в тот период, кто фиксировал его, это вот именно 16 века, 17 века, еще до того, как уже царская Россия начала вести военные действия, активные военные действия на нашей горной части, до того, когда сжигали села, аулы и так далее. Да, возможно, они были маленькие, да, они могли быть небольшими. Но 300-400 сел в горной части, где сегодня, на сегодняшний день, в современной Чечне, во всей горной части нашей Родины, а это южная часть нашей Родины, проживают всего 100 тысяч человек. А в тот период все жили в горной, то есть исконно Нохчи Тейпы. И вы должны понимать, что такого рода карты никто сегодня практически не имеет. А если имеет, они в очень плохом качестве, и тем более в большом формате ее распечатать фактически невозможно. Там и есть некоторые тейпы, которые название тейпов, название сел, то есть гора как называется, тейп как называется, и село как совпадение уж. То есть, допустим, Ялхарой Муак, Ялхарой Юрт, Ялхарой Лам, там, да, примерно, чтобы было понятно. И само собой автоматически ты смотришь, где приблизительно их родовые земли. Ялхарой Хаюцвой. Или же берем не Ялхарой, а Ялхуай масла. Или ты там берешь Гендергной.
их гора, их село, вот ареал, и какие рядом села были, какие тейпы с ним соседствовали. Чаял момент еще. Ядерная была, пешхвай была, ялхвай была. Ну, упустил. Боды дичи, это бац, это цацел, конечно, ага. Айтел проблем, шум шевер. И мы это и даже половина даже по Грузии не закончили. Сколько тейпов туда ушли, какие фамилии. Я начинаю об этом зачитывать и рассказывать. Но те, которые проживают в Анкисе, им может интересно. Нашим южным некоторым тейпам может быть интересно. Сразу восточные ауховцы теряются там, допустим, из нашего Дюлкюрта, Псидаховские теряются, Теркалдианыш теряются. Им это вот неинтересно, понимаешь? Именно что интересно Панкиси или там нашим и Тумкалинскому, Шаройскому, Галанчурскому. Ишса, это очень плохо. Каждый даже из ауха должен знать, что какие тейпы, в какие села в горной части. Также должны знать теркхуай это. Почему? Потому что теркистя нету ни одного тейпа теркхуай. Имеется в виду, что я поясню, которая появилась на тереке, нет такого тейпа. Все тейпы, которые проживают с правой и с левой стороны терека, это горные тейпы. Они спустились с гор и потом освоили свои плоскостные территории, плодородные земли. Без разницы, на левом берегу терека это или на правом берегу терека. Еще раз, исконно ногчи тейпы все произошли из гор. Нету плоскостного тейпа. И не было раньше, по крайней мере. То, что появилось, вот эти гары, нехай, это совсем уже не формирование тейпов. Их исходный код совсем другой. Поэтому я вас прошу не рассказывать, что у меня один ламруай, теркхуай, это ерунда собачья. Ламанхуай, правильнее говорит, ламанхуай, ламруай, и теркхуай, это те же самые ламруай, ламанхуай. Никакой разницы нет. Если вы это не знаете, то вы конченые дебилы. Поскольку на терек спустились позже. Даже если спустились раньше, опять же они спустились с гор туда. Понимаете? И огромными землями там владели кто? Гунуай, Варандуай. Варандуай — Шатойский кластер. Гунуай — это Нахшмахоевский кластер. Уарствуай — это Галанчурский район кластер. Уарствуай тоже там были на левом берегу терека, Маслабас. На территории Нохчича, нынешнего, это Наурский район, из Суагу-Булдуса. И вплоть там вниз. Мохни Квашкачился, Науркашта, Мохни Квашкачился, Мохни — это Шилковской. На чеченском языке Мохни Квашты, Науркашты. Науркашта дуйда Мохни Квашкачился, Диха теркал, Диха Нохчи латна школа. Ну, Ришцани доза текачился, Нохчи текни школа раш. И причем эти тейпы были не однородны, там не было такого. А это в нашем округе нет, конечно. Были и шароевские тейпы, были и чаберлоевские, да остаются и чаберлоевские, и шароевские тейпы, и шатоевские тейпы на плоскостных территориях. Что касается правобережья, правобережного терека, там, да, начиная там с Ломазюрт, Айлюрт, Беноюрт, ну, все тейпы оттуда, все без исключения. Чургюрт, все без исключения. Гелни, Борзэхк, Чентюрт, все они, посмотрите, какие там тейпы живут. Чанти, Бенуай, Эхки, Кей, Чермуай, Чертуай, Зандхуай. И эти люди, когда ты с ними разговариваешь, говорят, хотерку иду, а тейпан минимум альна тагут что ли. А мял хотерку убар поед мабати, а бух дога лома хэнч. А бячи. Но это проблема и бич нашего народа, то, что вы не бываете, не были там, где ваши предки проживали буквально 200-300 лет тому назад. Это, конечно, некрасиво. Вы готовы поехать в Анталию, но не готовы поехать в место, откуда произошли вообще ваш прапрапрадед. Это неправильно, конечно же. Желательно развивать внутренний туризм, ездить, по крайней мере. Зандхуай должны обязательно побывать в Зандаке, посмотреть, где похоронен Алибек Хаджи Зандакский, проживал точнее, где его брат Гайз Хадж там похоронен. Зандхуай юрт до того просто
Мелхазюр тухаешь, занхванис бюха. А зимой это вообще блажь и красота. На санках скатился и полчаса едешь с горы вниз. Это очень красивые места. Даже не, если вы думаете, а на Жаюрте такие леса красивые. Хотя там есть проблемное оползневое место. Села чеченские. Просто заглядение. Каждый уголок нашей Родины это просто богатство и красота, которую невозможно передать. И само собой история. Сондера Занкпа юртелер или Сим юртелер исторически. Сим юрт, но в Чечуама есть. Есть в Хасавюрте Сим юрт, есть и в Чечне Сим юрт. Как раз таки сохранившийся от государства Сим. Побывайте в своих исторических местах. Пачи юртела, Мэрту пила, где находят очень древние, как говорится, различные. Каждая местность, социюртела, ведание, да, отведено, конечно, от крепости, введено там мало что осталось. Это оставим на будущее Мабаха. Если бы, вот, допустим, ингуши воссоздают полностью крепость Назрань. Ингуши воссоздают, нашли спонсора, если я не ошибаюсь, Гуцериев там спонсор. И они полностью его создают, делают исторически красивым местом крепость Назрань. У нас есть определенная часть введено, крепости введено, мы не воссоздаем. Ладно, крепость Грозная невозможно воссоздать, там все, что от него осталось, это был небольшой кусок стены, его, кажется, даже сейчас убрали. Я публиковал видео, показывал, где оставалась эта стена в Грозном, еще во дворах, та самая от старой крепости Грозной. Но крепость-то введено. Это столица имама Шамиля. Если бы его, конечно же, ну ладно, оставьте столицу имама Шамиля. Это столица имамата была. Это государство, в котором 19 лет просуществовал, создал наш народ и на нашей территории. Это было бы, конечно, реально круто. Конечно, я понимаю, что сегодня ни мне, ни кому-либо там таким историкам, блогерам, многие могут сказать, там дома, сейчас базар стоит. Но базар, дома, это все ерунда. Если бы восстановить вот эту крепость, воссоздать, а в архивном управлении есть, как выглядела крепость, введено, и есть материалы, и часть от этого, очень хорошая часть сохранилась от Веденской крепости. Если ее воссоздать, восстановить, это был бы великолепнейший музей, это просто был бы приток, массовый приток непосредственно туристов, раз. Во-вторых, в Гунибе, место, где Шамиль всего лишь-то, грубо говоря, там, да, пробыл месяц или другой, сдался, они сделали из него чуть ли не местом для посещения, как зиярат, сделали дагестанцы, там, построили, там можно поехать, рассказывают историю. А вы представляете, если восстановить крепость введено, место, где 5-10 лет или 15 лет это место оборонялись, это была столицей всего государства имама. Да, там Даргота не осталось, оно было несколько раз сожжено. А здесь осталось же. Это было реально круто. Я говорю, как это и бизнес-проект, или и история, и туризм. Резкий бы приток был в горной части. Вот, а не только там туристический отдых в казино Ам или там, грубо говоря. Я нисколько не умиляю, но я говорю этно-туризме, эко-туризме, или называйте как хотите. У нас ничего не осталось. У нас не осталась Шатойская крепость, не осталась Веденская, не осталась. Ладно, Шатойская это остальное, это царская Россия. Ладно, его-то нету, но может уже было. Я вообще говорю, крепость Назрань, если я не ошибаюсь, намного больше, чем крепость Ведено. Однако можно было. Вот в мире, в обычном мире, на эти вещи обращают внимание. Там, будь то это где памятники там майя, там остальные пирамиды майя, египетские пирамиды. Вот.
Люди ездят туда, интересуются. Все, кто интересуется кавказской историей, подетально можно было, если хороших специалистов собрать, показать им остаток от этой крепости, по такому же лекалу создать остальной ров и сделать это. Но я думаю, что это было бы найти, само собой, государство не стало бы выделять там такие деньги, но если найти хорошего мецената, а такие возможности, конечно, есть у некоторых людей, там, выйдя или на арабский мир, или там кого-нибудь найти, воссоздать, это было бы, конечно же, реально круто. И тем более у нас есть очень много мест, где сохранились пушечные ядра со времен Кавказской войны. Я знаю, допустим, жителя Жертовского района, где у него есть краевой музей, у него целые огромные ядра от пушки сохранили. Нашел на Жертовском районе, там были бои, это Ичкеринские леса, там особо много чего сохранилось. Ядра, там ржавые сабли, именно в периоды Кавказской войны. Там более активно, и найти их не так легко, там, допустим, где леса, где плодородные земли, если уйдет под землю, и специального снаряжения не найдешь. В других местах, допустим, там, где открытые голые скалы, там намного проще найти что-либо. Так вот, я как пример привел, да, если такие вещи делать, поток туристов и остальное, короче, конечно же, увеличился бы в разы. Интерес бы к нашей истории возвысился бы. Мы могли, там, сказать, вот здесь, там, это. Ну, ладно, это я, наверное, все-таки не... Может, я не прав. Так, и мы видим, что кто-то... Ислам поддержал наш канал. Ислам ДРС за поддержку. Все, кто желает поддержать наш канал, вы видите внизу экрана номер нашей карты. Это, если вам нравится наш канал, нравится наша история, поддерживайте активно. И вместе мы, конечно же, достигнем наиболее больших результатов. Вот. Ислам, да, съедоль, был диснек, и зашка судолитил. Башлам, челка тебе идет. И тебе того же желаю, Монтана, чтобы у тебя была челка, как у меня. Всю жизнь, оставшуюся, будущую, предыдущую. Вот, от чистого сердца по-братски желаю тебе. Вот, дальше. Задавайте вопросы. Брат, я набрался мудрости сегодня, это хорошо. История, вопрос задает. Башлам, ты в курсе, что Дербент построили ингуши, да? Я не в курсе. Возможно... Как могут ингуши построить что-либо, когда им от роду всего лишь-то не так много лет. Башлам, спасибо за пожелания. Тони Монтана, спасибо за покушение, и тебе того же. Я по-братски тебе желаю. Между прочим, быть лысым, это реально круто. Это не так уж плохо. Берешь мокрую тряпочку, просто раз-раз протел, голову не надо мыть, шампунь не надо использовать. Все. Никакой перхоти, ничего такого нету. Ты блестишь на солнце. Кому-то даже из девушек нравятся лысые, понимаешь, кому-то, не всем. Надоело, можешь зайти в магазин, выбрать любой цвет парик, расклей, присобачил, будешь ходить вот так, отбрасывая челку. Так что, в принципе, это неплохое пожелание. Постарел, не хотел писать. Да я... Что... Конечно, старею. Скоро пора уже могилку убирать. Все в руках Всевышнего Аллаха. Аллаху алям. Он создал меня. И ему знать, когда настанет мой срок. Но пока будет возможность, я, конечно, постараюсь сделать побольше полезного для нашего народа и для нашего Родины. Суды имело. Аж айташья, аж там адийца. Там были люди, которые мне писали там, в Ютубе пишут в основном, да, пытаются оскорбить, задеть. Мы знаем, на кого ты работаешь, кто тебе платит. Валлахи, биллахи, таллахи. Клянусь именем Всевышнего Аллаха, за эту работу, которую я веду,
исторический блог, никто мне не платит, никому. Никто мне не указывает, что делать, что писать. Я поклялся именем Всевышнего Аллаха, что я это делаю от чистого сердца. И за это никаких наград, никакого поощрения ни от кого я не получал. Кроме от людей, которые говорят, «Дерез хейлон, шен хазахет, болха абяша». На улице останавливаются, фотографируются, благодарят. Вот это, да. Или те ребята, которые там 3-4 человека. Раньше чуть больше было там 5 человек, 6 человек. Приходит кто-то донатит 100 рублей, кто-то 50 рублей, кто-то 200 донатит. У кого-то бывает возможность 300 даже задонатить. Вот такие донаты даже обсуждать прямо, чтобы там нету такого. Поэтому то, что есть, есть. Подписчики у нас увеличиваются, просмотры увеличиваются. Интерес появляется все больше и больше. Больше ребят начали интересоваться историей. Особенно в Телеграме, когда подключаешься, мы видим, что уже такие древние языки, как аккадский, шумерский, хуритский, хурито-урарский, там, хатский. Но это для меня, это просто бальзам на душу. То есть занимаются этим ребята не с докторами, степенью докторов и кандидатов исторических наук. И причем ссылаясь на реальные документы, так как я люблю. То есть документы есть на что сослаться. И многие уже знают, как нужно собирать полевой материал, как нужно собирать археологический материал. И так сказал, сослался сам на себя, потом заходишь на тебя, потом смотришь, на кого же он там сослался. Он круговой опять сослался на себя. Такие вещи нельзя допускать. Или там выдумывать сказки какие-то там. Как бы сильно я не любил, как бы сильно я не хотел, как бы хорошо я не относился к нашей истории, но мифы и легенды должны остаться мифами и легендами, а реальные документы, подтвержденные, исторические документы, подтвержденные документами, они должны быть такими, каковыми являются. Так, есть вопросы? Задавайте вопросы. Ибрахим, задавай вопросы. У нас осталось 14 минут. И после мы в 2 часа завершим эфир. Мы не будем до 3, до 5 утра. Многие очень начинают возмущаться и говорить, слишком долго проводишь стримы и так далее и тому подобное. Я не от радости сижу, не от того, что делать нечего сижу. Я просто-напросто хотел максимально донести до вас важную и нужную информацию касаемо нашей истории, культуры, адатов, традиций или географии. Какие вопросы такие, как говорится, у нас дискуссия. И порой бывает очень жесткая, особенно в Телеграме, когда проходит. Хотя ютубовские сейчас, кто смотрит, они прекрасно знают, о чем я говорю, потому что YouTube всегда бывает подключенный, если Ибрахим не засыпает, мой брат с Германии. А так работы идут, и мы активно, мы знаем последнее, это высказывание Денга Халидова, оскорбление и исторического прошлого нашего народа, и саботаж, так сказать. Он пытается все дагестанские общества якобы объединить против нашего народа. Мы видим отношение к ауховцам, которые проживают в Аухе, дискриминация, невыполнение законов о реабилитации. Как они говорят, мы не должны позволить и должны оттуда выкурить из Ауха, должны выкурить ауховцев и так далее и тому подобное. Эти высказывания есть. Мы их не пропускаем. Когда их публикуют, мы доводим до людей. Должен знать каждый чеченец, какое отношение у врагов нашего народа к нам. А это враги. Я не говорю нации, а это враги нашего народа. Это шовинисты, это националисты регионального толка. И они говорят, готовьтесь, готовьтесь. Причем упрекая нас, там, Путиным и так далее. Они забыли, за чьей спиной прятались и получали ордена, и выпьем вместе с вами. Это же не мы говорили. Это говорили вы. Так не мы прятались за спиной Путина, а прятались вы, допустим, те, кто это говорит. Поэтому историческая память у вас короткая, хоть и вы говорите, вам 2000 лет. Не надо нас упрекать Путине. Путин президент России очередной, после него будет другой, после него будет другой. И кто за кем прятался, и кто за кем говорил всегда на протяжении со времен царя Николая,
Вы можете посмотреть и проследить, кого выселяли, кого уничтожали, кого депортировали, кем всегда были недовольны благодаря вашим доносам и стукачеству. Посмотрите. Кто больше всего потерял, посмотрите, тогда поймете, кто подхалим и так далее и тому подобное. Я не хочу никого оскорблять. Я не называю ни имен, ни народов, вы заметили это. Я эти упреки даю именно тем людям, кто пытается оскорбить мой народ и нашу историю. История пишет: Башлам, было бы хорошо, если эфир вести 22:00, как думаешь? Братья, никаких проблем нету. Как вы хотите? Хотите с 22:00? Сделаем с 20:00. Хотите 20:00? Может, не проблема. Но я хочу сказать вам так. Я живу в этом городе. Я проживаю в чуть-чуть, Свяжгала. Я выхожу в центр города. 22:00. Центр города просто забит. Молодежь, кафе, кишат и так далее. И я думал, что в это время, наверное, меньше людей будет в эфире. Поэтому люди зашли домой, расслабились. Уже кто телевизор, кто чай, май. Включает интернет, опа, и здесь мы в эфире. Золотое время. Я думал, поэтому это намного больше аудитории захватить. Мне разницы нету. Хотите, я могу начать 10 часов. Но мы начинали с Ибрагимом определенное время, Бряшка может подтвердить, мы начинали эфиры в 10 часов. Но, честно вам скажу, аудитория всегда прибавлялась только после 11. Почти всегда было так. Но если у вас есть желание, чтобы я начинал в 22:00, никаких вопросов нет. Но запомните, уважаемые подписчики, которые смотрят меня в Ютубе, в Инстаграме, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Телеграме, везде, на нашем Ютубе и Одноклассники, если не ошибаюсь, Ибраим сделал даже Одноклассники в канал. Я хочу, чтобы вы знали, если эфиры будут, если какое-либо чрезвычайное происшествие, которое мы должны обязательно резко сделать в любой день, там, допустим, эфир, знайте, пятница, суббота, воскресенье. Если вы считаете, что лучше с 22:00, 22:00, пятница, суббота, воскресенье. Ибраим, всегда оставь, чтобы не уходило с наших каналов на Рутубе, Ютубе, Одноклассниках, везде, где ты админ каналов или модератор каналов, всегда анонс оставляй, что будет эфир. Пятницу 22:00, субботу 22:00 или воскресенье 22. Или же будет 22:00. Если не будет в это время нашей трансляции, знаете, можете зайти через час посмотреть, зашел ли я в эфир. А проще всего нажмите колокольчик, подпишитесь на наш канал в Ютубе, в Инстаграме, везде. А вы тогда, возможно, вам придет оповещение. К сожалению, не всегда у меня получается связью, не всегда получается доступ свободный к интернету. В основе своей из-за моих старых гаджетов. Поэтому, как бы я ни хотел сделать еженедельно 3 дня подряд, иногда не получается. Поэтому я с радостью, если вы говорите с 10 часов, буду делать. Сегодня еще на 1 год приблизился. Пошел. Понял. Борца, от всей души я тебя поздравляю с днем рождения. Дайла мукшмяш вахвал, дайла вайнохчи комар пейдиан вал, дайла хацах болчана, вижрищи чуэн мягчуэш. Оух, амял был вижрищна, мукшмяш вахавал, вайк оманом, вах мукшмяш вахавал, дайдекал вал, дайла сек унзалт из язык, дайла отстахал вал. Иштекал вил посадыгер. Я только с радостью. Знаете, эти 3 дня, если не произойдет какого-нибудь ЧП, остальные дни я загружаю интересные исторические материалы, карты, видеоролики, иногда касающиеся резко наши спортсмены что-нибудь там победили, или же что-то происходит резко в Аухе, или в Панкисе, или в Иордании, касаемо нашего народа, или в Европе. Кто-то кого-то спас, где-то что-то сделал, музей что-то зафиксировал. Нашел улицу. Кстати, я должен еще написать статью. В Германии один из наших братьев прислал мне материал. В Германии есть улица Нах-Ария. Именно так и звучит
эту публикацию я еще не сделал. Материалы есть. А материалы я подготовил. Не могу напечатать, потому что есть какие-то технические проблемы. Мы нашли огромное захоронение кладбищ на левом берегу Терека. Не прямо рядом с Тереком, а далеко в глубине Шелковского района нашли древние чеченские кладбища. Ну, древние в каком плане? Которым 200-300 лет. Это полностью опровергает ложь и сказки Сюли нордийцев, которые говорили, что только после того, как Советский Союз подарил якобы Шилковской и Наурский район чеченцам, до этого, что они якобы никогда не жили, это полностью эту сказку убирает к чертовой матери, потому что есть захоронение, и это 100% ногчи могилы с петроглифами, чеченскими петроглифами. Этот материал есть. Ко всему просто-напросто не успеваешь. Есть очень много научных статей касаемо нашей истории, как где-то в Европе какой-то бизнес открыл наши ногчи, где-то там показали себя хорошо по нашим адатам и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому подписывайтесь, лайкайте, оставляйте комментарии, зовите все новых и новых подписчиков. Это нужно вам, вашим детям, нашей истории, нашей родине. Подписывайтесь, слушайте, задавайте вопросы, интересующиеся вам. Без разницы, будь это наши сестры, будь это братья. Чем больше, я скажу так, если бы в ближайшее время подписалось хотя бы 1010 наших сестер, я вам клянусь Аллахом, автоматически плюс 100 тысяч мужчин бы было. Потому что у нас же есть эти ловеласы, которые езжай сейчас, телефон у меня, и туда-сюда. Когда они приходят, они видят, что они где-то в эфире, они сразу подключаются. И ради нее они вопросы там задают. Активность появляется. Вот поэтому Башлам, Ли-9, как тебе? Я не знаю, как Ли-9, а если ты просто... У меня нету Ли-9, но говорят хорошее. Поэтому, если бы было бы огромное количество наших сестер, желательно молодых сестер, да, тогда активность бы резко поднялась. История. Вот такое вот психология и характер. Или же там, если бы я закидывал, разыгрывал там, как Тамаев раздает таджикам, киргизам, узбекам тачки, тогда тоже бы добавилось. Но я не знаю, каким образом, что нужно сделать еще, чтобы привлечь и чтобы вы понимали. Если мы не будем знать свою историю, если мы не будем знать свою культуру, традиции, географию, мы потеряем все. И потом, через 50-100 лет, не нужно говорить, почему у нас война, а почему нас предали, а кто это сделал. Если вот такие вещи, если вы не будете знать историю, ваши дети не будут знать историю, как зародиться в патриотизм. Да, современная наука, точнее, современный мир сделал так, чтобы большинство наших братьев, сестер разъехались в Европе. Но в Европе-то нету, как говорится, санкций. Вы подписаны. В Европе в основном за 2 часа, 3 часа вперед вы видите. Если у нас там 11 часов, у вас там 9 часов вечера. Да, казино это круто, дискотеки это круто в Европе, те, кто проживает. И другое что-то там круто. Но подпишитесь, подключайтесь, изучайте. Возможно, вы узнаете очень много. Я думал, я тебя видел, на ней очень похож был. Нет. Аллах, Биллахи, нету. У меня Ли-9. Ты ошибся. Хотя это Ли-9 уштул ах сюгадалари. Я бы такую бы четкую, хороший, сильный ноутбук, фотокамеру, телефон и в горы. Подсъемки, башни, горы, комплексы, подземные захоронения, надземные, солнечные. Я бы сделал, ну, ладно, оставим опять по больному. Яцон шуя, Виктор Бацу. Я харию Эльдар Яц. Пока такого мецената не родилось на свете. Так, к сожалению,
Других вопросов мы не увидели, а сейчас уже ровно 2 часа. Или к радости, или к сожалению, все-таки всем моим братьям и сестрам, которые в первую очередь поддержали наш канал, задонатили по номеру, который вы видели внизу нашего экрана. Я хочу сказать, Шундерезхил, Будиснек, Эзешка Содолил, да, дух дахтон, что она островой канал нация. Остальным я хочу поблагодарить и сказать, Шунадерезхил, выжри. Огромная благодарность за то, что подписаны, за то, что слушаете, задаете вопросы, за то, что лайкаете, оставляете комментарии. Благодаря вашим лайкам, комментариям, смайликам хорошим, наши посты пробиваются, как говорится, вверх, уходят в топы, а это, само собой, набирается больше просмотров, больше людей подписываются. Это важно для продвижения нашей истории, для изучения нашей истории. Поэтому всем вам огромная благодарность. Если я каким-то образом вас обидел, или оскорбил, или задел, я прошу прощения ради Всевышнего Аллаха у вас за все, что я сказал. И в завершение скажу так. Если у вас есть вопросы, если у вас есть книги, какие-то материалы, что-то, что может помочь нашему каналу, без разницы, старая книга, новая книга, карта, не карта, присылайте в директ фотографию или там что-либо. Еще раз повторю, вся поддержка, любая поддержка от вас для развития нашего канала, это только плюс. А я в своем эфире обязательно, если вы желаете, скажу, что вот это задонатили, прислали наши братья для работы нашего канала и всего остального. И сейчас последний вопрос. Башлам, как ты относишься к версии, что земельный конфликт был искусственно придуман после смерти Тамирханова? Я считаю, что это полнейшая чушь, что это ерунда, потому что Юсуп Тимирханов – это национальная гордость нашего народа, национальный герой нашего народа. Земельный вопрос – это совсем другое. И он окончательно еще не решен, по крайней мере, с одной стороны. С другой стороны решен. По крайней мере, временно. Поэтому я думаю, что это ерунда. Хотят просто размыть и все. Нету ни восточному, ни западной стороне. Нашим соседям дела нету. Кто такой Тамерлан или кто такой остальные чеченцы. У них только одно всегда на уме. Как бы тяпнуть, пока у нас есть проблемы. А тяпнутые, когда находят, когда пытаются вернуть, возвратить, они начинают плакать, лить горькими слезами, обвинять, говорить, какие же они хорошие ногчи, они у нас украли. Ногчи ни у кого ничего не крали, ногчи вернули свои. К сожалению, будь проклят тот день, когда в 1934 году объединили нас. Будь проклят тот день в 1921 году, когда объединили и отняли от нас другой кусок. Это история. Все, что было, то было. Это закончилось. Наше дело рассказать вам достоверную историю. Нашу историю. Нашего народа. Или взаимоотношения с соседями, или братьями, или не братьями. Рассказать, как же было на самом деле. И опровергнуть ложь, клевету и сказки. Если нету лжи, если нету клеветы, если нету наговора на наш народ и на нашу историю, нам дела нету ни до одного человека. Мы будем заниматься своей историей. Публиковать свои документы и решать свои внутренние, как говорится, какие-то мелкие вопросы, которыми пытаются воспользоваться такие, как Динка Халитов или телеканал там Авар и так далее, и тому потом телеканал Баса, телеграм-канал. Или там другие нордийцы, без разницы, с севера, запада, востока или юга. Наше дело пресечь ложь. Закончились те времена, когда в течение 30 лет, пока у нас шла война, пока мы умирали, когда гибли у нас люди, когда вы поливали грязью, писали книги, эти времена закончились. Понимаете? Поэтому мы видим только одно. Все, кто приходит к нам с мечом, от этого меча получит свою погибель.
все, кто к нам хорошо относится и приходит с интересными вопросами, с культурными взаимоотношениями, с теми мы будем общаться, отвечать, взаимодействовать. Поэтому мне важно, чтобы вы знали. Пока, по крайней мере, я не нашел ни одного человека, который, мужественно показывая свое лицо, приходил и мог говорить и отвечать за свои слова, что очень сильно ценится на Кавказе. По крайней мере, на уровне блогеров хотя бы, историков. Пабликов очень много, болтунов очень много, вентиляторов, сотрясающих воздух, которые несут чушь и ерунду. Но когда ты им говоришь, или если ты мужчина, заходи, отправляй запрос, разговаривай по истории, по культуре, по географии и так далее и тому подобное. С глазу на глаз, свободно, не матерясь. Таких людей мы не нашли, по крайней мере, пока не нашли. Достойных соперников или достойных оппонентов, достойных братьев или сестер. Да, есть те, которые нечаянно заходят, просто пообщаются. Алхамдулилlah, баркалла им. Это очень достойные братья, достойные сестры, которые не боятся ничего. И отвечают за свои слова и за свой, как говорится, разговор. Отвечает, имеется в виду, как мы говорим, они не боятся правды. А тот, кто боится правды, тот, кто боится достоверной информации и так далее, кто не имеет мужества, он всегда за закрытыми аватарками, пустыми окошками будет писать кляпы, закидывать какие-то материалы, которые они вырезают с общего текста. Я думаю, я достаточно понятно сказал. Иншаллах, все мы братья, сила Кавказа в единстве. Вот так мы, конечно же, на этом мы заканчиваем свой эфир. И мы продолжим следующий эфир. Я постараюсь провести завтра. Заходите чуть раньше, в 10 часов. Ну и, конечно же, Аллах, канал, тебе я говорю, тебе бы автоматически перекреститься, выпить крещеной воды и расслабиться. На тот период как раз ты этим и занимался, пока шатоевцы и остальные занимались своими делами. Ты меня понял, думаю. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Я говорю подстрекателю, вот сказочнику, которые пытаются записать и сказать что-то. Малты, тебя еще не было. Создали тебя в 1860 году. Тебе еще до истории той старой вообще, как говорится, Россия расти. Далату вармас, я говорил, с вами был ваш брат Пашлам. Завтра в 10 часов заходите, задавайте вопросы, и мы на них ответим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Алейкум. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Мы с вами Связь от Всем хорошего снова.